Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» присвоено Агадуллиной Лизе Киямовне, учителю лицея номер 42 города Уфы, Республика Башкортостан. Я люблю детские передачи. Мне все детские передачи нравятся. Есть передача «Лучше всех», Первый канал. И однажды показывает мальчика 2 класса. Прекрасная каллиграфия у этого мальчика. Показывает его каллиграфию. Он еще говорит, что и учитель пытается писать, как я. Спрашивает его: кем ты хочешь стать? Президентом, он говорит. Почему президентом ты хочешь стать? Потому что если президентом я бы вел в расписание уроки доброты. Этот мальчик понимает, что именно доброта учит человека быть добрым, добрые уроки. Я бы добавила еще не только урок доброты, но и урок нравственности. В первую очередь я ставлю в школе воспитание детей. С детьми надо говорить, надо с детьми. Надо с ними общаться, общий язык надо найти. Иначе мы наших детей, воспитание мы потеряем. Потому что воспитывать интернет, а в интернете разные есть. Есть позитивные, есть негативные, есть. Но нам своих детей надо воспитывать самим. Ну, на самом деле, Лиза Киямовна говорила, как молодому поколению, пускай знают историю. И вот Лиза Киямовна, она говорит о том, что вот она нам передала все лучшее советское и передает. То есть нельзя говорить о том, что советское было плохо, там все было плохо, чтобы от крайности к крайности не вдарялись. У каждого времени какие-то свои нюансы есть, свои герои, так, свои требования. Ну, есть вещи, как математик говорит, инвариантные относительно времени, да. Это такие базовые вещи, как трудолюбие, стремление к новым знаниям, талант. Ну вот, что меня поразило, в ней чувствуется вот некий такой дар, наверное, вдохновлять людей. Наверное, вот за счет этого у ней такие успехи, что люди начинают верить в свои силы, приобретают уверенность, возникает желание достигнуть успеха. Кто спасает мир, ребята? Как вы скажете? Спасает сейчас мир-то кто? Биохимики, химики, фармацевты, ученые-химики. То есть до сих пор говорят, что еще нет лекарств от ковида. А ведь кто над этим работает? Химики, фармацевты, биохимики работают. Вот среди этих ученых вы тоже будете. И такую пользу принесете не только своей стране, но и всему миру. Так что радуйтесь, что вы рано начали заниматься химией. Успехов этому олимпиадному движению, и чтобы всем было хорошо, чтобы мы услышали, что среди вас будут, надеемся, будут ученые, будут инженеры. А кто знает, может, будет и учителя химии. Все, спасибо. Что больше вам сильнее? Или методику привнести, дальше развивать, или своих студентов? Ну, мы бы все взяли бы, да. Мы бы все взяли, потому что методика, она действительно уникальна. Она нам может... Ребята, Асхат Ягудин, Муниров Тимур, пару дней назад он встречался. Муниров еще является студентом университета, по-моему, на 3-м курсе он сейчас обучается. Параллельно. Он работает в центре «Аврора», он уже как педагог работает.
И, конечно же, мы горячо это приветствуем, потому что очень приятно видеть, что у ребят их педагогические таланты и их осознание того, чем ты хочешь заниматься, вот приходит еще в стенах университета. Это очень важно, это очень правильно. И эту функцию как раз приятно, что мы тоже реализуем благодаря высокому качеству подготовки учеников в школе. Вот. И если позволите, я такую, может быть, химическую аналогию. Мне кажется, вот вы говорите, что важна методика или результаты работы этой методики. Я бы, наверное, не стал бы выделять, вот выражаясь химическим языком, молекулы же они состоят из атомов, да, вот как бы есть ядро, да, это листьян, а вокруг него такие, значит, на орбиталях вот электрончики как раз вращаются. Я надеюсь, что там будет много-много еще новых электрончиков появляться постоянно. Хорошая знаете, идея для дружеского шаржа. Да, я думаю, что примерно так вот можно, наверное, дело так визуально представить. Так вот будет самая большая молекула, которую можно так себе представить. Огромную роль для учеников в школе играет учитель. Для меня тоже сыграли мои учителя огромную роль. Я очень уважала и любила уроки химии и учительницу мою Зиду Алексеевну Алексееву. И стала я учителем химии. Но когда я училась в институте, мне нравились уроки истории. У нас учитель истории Георгий Георгиевич Гилев замечательный был специалист в своей области. Он очень эрудированный, грамотный, интересно вел. Если бы он меня учил в школе истории, я стала бы учителем истории. Вот какую роль играет учитель в жизни наших учеников. Поэтому, если по предмету, какой предмет любит, это зависит от нас, от учителей. Нам нужно действительно знать надо свой предмет очень хорошо. И надо носить до ребят, надо уметь общаться, надо уважать детей. И в то же время, конечно, надо быть очень таким грамотным, эрудированным. Ну вот покажите мне хоть одного учителя, который готов в воскресенье приходить и заниматься детьми. Бесплатно приходить заниматься. Плюс того, она поила всех тут чаем, за свой счет покупала чай, покупала печеньки. Потом зайдем в кабинет, покажу, скорее всего, наши чашки даже стоят еще. Вот. И как потом уже после окончания школы мы узнали, что она доплачивала преподавателям из БГУ и вот ученикам, чтобы они приходили тут с нами занимались. Я честно говоря, я этому очень сильно удивлен, но опять же, мы тогда школьниками это не понимали, мы восприняли как должное. А вот сейчас, когда уже я сам работаю, это нужно быть, наверное, героем, не зря она получила звание первого народного учителя Башкирии и учителя Российской Федерации. Вот, и настолько быть преданным своей профессии, для меня это удивительно. Причем мы в воскресенье тут занимались с утра, с 10, бывало до 4 мы могли заниматься. Она назвала к себе домой. Угощала блинчиками, пирожками, чаем. И мы сидели, готовились. И очень часто она приглашала своих уже выпускников, тоже олимпиадников, которые какой-то темы нам помогали прям разжевывать, будучи уже студентами. На сегодняшний день действительно таких бескорыстных, добрых людей очень мало. Я просто вам пример приведу, то что Лиза Киямовна постоянно своим ученикам помогала, то есть никогда не брала с них ни в коем случае никакие деньги, то есть помогала в подготовке к олимпиадам, помогала в подготовке к вступительным экзаменам. То есть пример конкретно из моей жизни, то есть мы с другом, с Эльдаром Файрушиным готовились к вступлению на химфак. То есть, естественно, вступительный экзамен хотелось бы сдать лучше, и нас Лиза Киямовна постоянно подгоняла. То есть она нам звонила в 8 утра, спрашивала, встали ли мы, начали ли мы заниматься. Плюс ко всему, мы ходили к ней домой заниматься с нею. То есть это были такие обучения, за которые мы вообще не оплачивали. У нас, в принципе, тогда не было денег, чтобы какие-то такие обучения оплачивать. И вот мне очень хорошо запомнился один день, когда было лето. Я помню, что прошел сильный дождь.
и просто все дороги залило, ну, вот, чтобы было понимание, где-то 30-40 сантиметров воды. То есть пройти, вот, не замочив ноги, было нереально. И мы с Эльдаром пришли просто сверху донизу все мокрые, во-первых, и у нас все ноги, все промокло. Лиза Киановна заставила нас снять носки, она их постирала, напоила нас чаем горячим. И дальше мы сели заниматься. То есть уже, казалось бы, школа давно прошла, но в любом случае за нашими успехами, то есть за нашей учебой она постоянно следила за каждым учеником. Как там вот мой ученик такой-то, как сдал экзамен. Даже бывало так, что нам учителя, преподаватели говорят, что вот Лиза Киановна звонила, там что-нибудь отругала, вот вы то-то, то-то не сделали, либо наоборот похвалила, вот так вот. Она всегда, вы сами любите это вспоминать, говорит, что любила рыжих. Но я думаю, что она имела в виду не столько цвет волос, сколько просто солнечных людей, ярких, обаятельных. Поэтому у нас в классе таких рыжих по факту было много. Она каждый урок начинала с того, что оглядывала класс, смотрела всем в глаза и любила повторять фразу, что всех своих учеников она знает по глазам. 91 год. Союз разваливается, цены меняются, ну, просто каждый месяц. И она нам на уроках говорила: я не помню, сколько стоит бутылка кефира. Сейчас так быстро меняются цены. Не помню. Но каждого из вас в толпе, где бы мы с вами ни встретились, в другом городе, я обязательно узнаю по глазам. И мы ей верили. Она настолько искренний, настолько открытый, настолько энергичный человек, что просто диву даешься, сколько у нее внутри энергии, ресурсов до сих пор, которые она вот так вот просто щедро выплескивает, расплескивает своим ученикам, и ты не можешь не взять. Ты не можешь не увлечься этим предметом, этим педагогом, ты не можешь не участвовать на уроке. У нее, возможно, были любимчики, но не любимчиков у нее точно не было. Я когда вспоминаю школьное время, когда мы были маленькие 12-13-летние мальчики, и только-только пошли мы в 8 класс, и начинаются уроки химии. Это вот тот урок, который думаешь, как же я его все-таки буду сдавать? Ничего не понятно. Вот. Но с детства мечтал стать врачом, поэтому знал, что химия нужна для поступления в университет. Когда пришла Лиза Киановна по просьбе директора и по просьбе Месута Таракана, химия это вот открыла такие горизонты, это как своего рода, как шахматы. Вот, когда вот научишься играть в шахматы, охота играть в эту игру. Безусловно, химией я начала заниматься вот с Лизой Киановной, начиная там с 8-7 класса Олимпиады. И у нас, я не знаю, кто еще ходил в школу по воскресеньям, мы даже этого не замечали, то есть у нас вот с пятницы до субботы обычные занятия в школе, в воскресенье мы ходили на дополнительные занятия, для нас это был как праздник, это для нас было совершенно нормально. Я бы не сказала, это не только базовые знания, это умение учиться, это умение, вот такая структура, значит, поставить себе задачу и эту задачу достичь. Как это сделать? Ты делаешь это один, ты делаешь это с группой, какие тебе нужно взять задания, как их нужно решить и как это сделать, в какой срок. То есть это, наверное, вот эту основу положила Лиза Киановна. Вот в этой лаборатории мы находимся, сейчас она исследовательская лаборатория, а раньше это был просто школьный кабинет химии в лицее. И с 99-го года, с 2000 года я в 8 классе первый урок химии получил именно вот в этом кабинете. И Лиза Киановна для меня была примером как человека, человеческих качеств, но с другой стороны именно профессионала, который влюбила в предмет химию. Именно почему я выбрал предмет химию как специализацию и затем уже как профессию, это не во многом, а целиком и полностью благодаря Лизе Киановне. Я вот участвовал на олимпиадах, с первого урока мне урок понравился, и я понял, что химия — это мое. Дети чувствуют, их нельзя обмануть. Они чувствуют эту любовь, и иногда он получает эту любовь от учителя, и тогда вот он слушает учителя. И тогда вот каждое слово учителя для него становится как девиз по жизни. Она не мною придумана, учитель от Бога. И все, кто в ее руках теплых были, они это говорят. У нее 60 лет целых, представляете, 60. Я когда про это говорю, я сама потрясена. 60 лет стажа педагогического, да? И из них 48 это в Уфе. Я хочу именно оставить своими учениками именно свою методику. Это труд большой.
этим надо заниматься, не надо просто так на самотек оставить. Целеустремленно надо с детьми заниматься. Это место, где всегда в лицее пили чай учителя, наставники. Здесь пили чай учителя еще до меня, а вот сейчас ребята-наставники. Кто с какого класса? Первый курс магистратуры уже нефтяного университета, это Азгат Ягудин. 2018 года выпускники это Тимур, Вильдан, Нургиз и Радмир. Они все одногруппники, учатся на специальности газохимия, все на технологическом факультете. И самые молодые из наставников сейчас это Исмагилов Тагир и Инсаб Гайнанов. Они сейчас учатся на специальности переработки нефти, тоже в нефтяном университете, первокурсники. В этом году только они закончили 11 класс, побеждали на олимпиадах, а сейчас они ведут трек 10 класса, готовят ребят к олимпиадам. И успешно сдают сессию, надеюсь. Потому что студента можно поздравить с сессией, со студенчеством, когда он закрыл первую сессию. Не когда он поступил приказ, а вот он задержался в университете, значит уже все, он закрепился. Ну, у нас Национальный университет очень активно привлекает победителей олимпиад, потому что понимает, сколько это важно. Олимпиады и, собственно, сама технология, да, вот она развивает в людях стремление находить новые возможности, заниматься. И поэтому, очень понимая это, они вкладываются в это. Сейчас у нас размеры стипендий с каждым годом возрастают. Сейчас на первом курсе, если вы победитель олимпиады всероссийского уровня, то вы получаете стипендию от нефтяного университета 50 тысяч рублей в месяц. И 20 тысяч рублей еще от президента РФ как грант. Это, в принципе, я думаю, это оправдано, потому что студент, он не думает о том, как бы ему там подрабатывать где-то, да, а он занимается именно любимым делом, занимается наукой, занимается какими-то исследованиями и, в принципе, может получить качественное образование. Особенность именно нашей системы в том, что хотя у нас, вот как говорят, да, олимпиадников много. По России, если говорить по России, ну, их, в принципе, сотни. И они все рождаются в своих местах. Но именно здесь у нас, как я говорил, это островок в чем? Потому что наши выпускники, они не уезжают. Они остаются в нефтяном университете, и поэтому они остаются в основном в Казахстане. Вот это особенность, которой нет нигде. Ни в Москве, ни в других регионах. Нет такого, чтобы человек оставался там, где он родился, они все уезжают куда-то. Если ты родился там в Мордовии, они уезжают в Москву, из Москвы там за рубеж, а наши выпускники остаются здесь. Это результат предуниверсалия? Это результат синергетический эффект наставничества. Система наставничества, которую начала Лиза Киямовна, да, это воспитание, преемственность, патриотическое воспитание. Вот, например, Маннанов Тимур, он победитель Международной Менделеевской олимпиады, он мог поступить в любой вуз России, даже за рубежом, он остался тут и, более того, продолжает очень активно готовить и выявлять таланты сейчас по методике нашей учительницы. Вообще вот технологии Лизы Киямовны, они уникальны. Потому что они позволяют работать с одаренными детьми, находить их, появлять их, заинтересовывать их. И вот то, что она делала, она делала одна, нас больше. Мы это масштабируем. Вот, собственно, сама, да, вот ассоциация наставников олимпиадного движения, ее суть в том, чтобы позволить школьникам получать качественное образование, студентам развиваться, когда они развивают школьников. То есть это такой симбиоз. Да? И основа здесь в том, что школьники приобретают новые знания, получают новые возможности, и это для них социальный лифт. А студенты, соответственно, они развивают другие уже навыки. Во-первых, ну, понятное дело, если ты кому-то хочешь что-то объяснить, ты должен знать эту тему на порядок лучше. Поэтому ты углубляешь свои знания. Мы занимаемся тем, что разрабатываем социальные проекты, реализуем социальные проекты при поддержке, в том числе, разных спонсоров, привлекаем ресурсы. Да. Первый проект, который у нас был, это Республиканская олимпиада юниоров по химии. Это проект, который Лиза Киямовна предполагала и создавала. Особенность в том, чтобы заниматься химией с самого раннего времени, в 7-8 классе, когда формируется мышление, такое воображение формируется у человека. Опережающее развитие это и раннее выявление талантов. Да, вот это раннее выявление талантов. Это у вас уже в Риге практикуется. Осуществляется сколько год? Уже третий год эта олимпиада живет. С каждым годом спрос и количество участников возрастает. У нас в этом году вот отборочный этап уже прошел. Более 1000 участников приняло участие по всей республике. И они к нам традиционно приедут на олимпиаду, где поработают и руками все, и теорию напишут. И главное, мы им расскажем, что такое олимпиада. Само слово, да, анод, это очень многозначное, потому что анод, во-первых, это положительный электрод, а во-вторых, анод с древнегреческого переводится как движение вверх. Анод. Анод. То есть очень такое многозначное слово. Кто это придумал? Само собой получилось. Сальмасович, по-моему, думали.
Ну там надо переписку посмотреть, вот историю надо посмотреть. Кто предложил на первый? Потому что это в чатах вот было, там рассуждалось, а потом вот оно как-то родилось. Но я про наставничество могу сказать, вот Лиза Киямовна, она всегда говорит, да, что мы ничего нового не придумываем, да, мы вот хорошо забытые старые или те, которые сейчас вот не популярные, мы это внедряем и делаем. То есть те вещи, которые вот мы делаем, да, это взаимопомощь. Вот по сути дела наставниками начинают становиться не студентами уже большими, закончив вузы, а в 11 классе. Вот Азгат работал с 9-классниками, с 8-классниками, даже с младшими, а потом уже Нургиз, Тимур, они работали с Искандером и вот с идейными ребятами, которые сейчас 11 класс. А уже к первому курсу ребята уже становятся опытными наставниками, хотя по возрасту они, в принципе, молодые. То есть вот этот вот стаж, опыт, который Лиза Киямовна, 60-летний стаж, опыт, ребята получают сразу на практике. Особенность в том, что да, вот, работа школы, работа студентов, работа школьников и преподавателей вузов, это вот все вместе, как все говорят, все хотят это достичь, а оно реализуется в таких вот проектах, которые возникают, да. И особенность именно вот оно в том, что все находят свое, школьники да свое, студенты, они развивают свои навыки прежде всего. Сейчас очень ценится в промышленности и в предприятиях soft skills, да, мягкие навыки, навыки работы в команде, навыки наставничества, навыки управления проектами, придумывать новые идеи, реализовывать их. Это именно вот то, чем мы здесь занимаемся. Я думаю, что вот эта практика, да, она показала результативность. Надо сказать о результативности, да. За это время существования АНОТ у нас результаты начали резко подниматься. У нас на республиканской олимпиаде наши ученики забирают 38% дипломов. То есть, действительно, лучшие в республике, больше, чем целые города, больше, чем Уфа и Стельтамак вместе взятые. И это работает на республику, прежде всего, потому что на Всероссийской олимпиаде в 2019 году мы увеличили наш результат в 6 раз, ну, в смысле, до 6 мест на Всероссийской олимпиаде, и это абсолютный рекорд за последние 20 лет. То есть это рекорд, это развитие, это действительно очень продуктивная технология, инновационная, которую, я думаю, будем масштабировать и на другие предметы, и на другие школы, она будет расширяться. Такая приятная там атмосфера, там студенты работают. Студенты — это и мои ученики, ученики Гумерова тоже так же. Это прекрасная атмосфера, так дружно они работают, занимаются юниорами. То есть 7 класс, 8 класс они занимаются с этими детьми. Поэтому опережающие у них получается. Поэтому и призеров каждый год, вот у Гумерова и инженерный лицей, там эти студенты, каждый год у них по несколько призеров. По 5-6 призеров бывает Всероссийской олимпиады. Каждый год у них вот так. У Лизы Киямовны была также вот методика опережающего развития. То есть это реально работающая технология, что химия начинается в 8 классе, а мы углубленно начинали изучать уже в 7 классе. И сейчас мы это тоже продолжаем, и это дает плоды. И вот вместе, получается, уже сейчас со студентами это у нас вылилось в проект Республиканской олимпиады юниоров для раннего выявления талантов Республики Башкортостан по химии, а также их поддержки. Ну а также вот эта вот модель «Изотоп», которую она проводила для 42-й школы и для нашего лицея, мы хотим вот со следующего года сделать уже республиканским, чтобы это стало достоянием республики. Вы знаете, по ученикам скучаю, но самое большое я скучаю по урокам. Вот мне кажется, сегодня тоже я из лаборатории, как будто я перехожу в класс. А класс меня всегда ждали. Вот бывает, что такие случаи, что учитель болеет, что ура, где-то шуткой. Они, наоборот, расстраивались, когда меня нет, потому что я с ними поступаю в вуз, потом в институте с ними я учусь, на свадьбах. То есть я с ними дружу, как и ребенок, как и взрослый в то же время, и как школьница сама, скучаю по уроку. Лиза Киямовна нам строила урок так, и я сейчас тоже стараюсь это продолжать так. Я не думаю, что получается как у нее, но, по крайней мере, у меня прямо само в памяти. Как она дает периодический закон. То есть она делает такую ситуацию в классе, что мы сами открываем периодический закон. Вот периодический закон Дмитрия Ивановича Менделеева был сформулирован в 1869 году. И величие этого закона в том, что он вначале был открыт опытным путем, а потом математически был доказан. Ученики в основном боятся контрольных и проверочных, то есть для них это стресс. Но Лиза Киямовна, она делала так, что контрольные и самостоятельные, это были, то есть мы не боялись их. Мы реально показывали свой уровень, если у нас были ошибки,
она делает работу над ошибками, и то есть после каждой контрольной работы мы не удовлетворялись, что у нас там 3 или 4, а все именно узнавали тему на 5 и потом только шли дальше. Я вот это вот запомнил и продолжаю сейчас стараться с учениками, чтобы не вот ученик плохо понял, идем дальше. Такое у Лизы Киямовны она не терпела. То есть плохо понял, мы доработаем, мы переделаем. Это нужно ученику. А про оценки Лиза Киямовна говорит, я оценки ставлю себе. Иногда вот говорили, она, конечно, двойки не ставит, поэтому дети ее любят. Вы знаете, зачем эти двойки много ставить? Это себе надо ставить двойку, если много. Я делала вот каким образом. Если я провожу контрольную и проверочную работу, я для себя проверяла, что не доделала я, что недообъяснила я, что не получилось. И эти работы мне нужны были для работы над ошибками. Всегда я делала работу над ошибками. Если и тут не получается, приглашала в воскресенье. Вот таким образом. Ой, тут большая роль учителя. Для жизни ученика имеет огромную роль учитель. Я по себе это знаю. Когда я в средней школе училась, Изида Алексеевна всегда меня как бы хвалила. Вы знаете, это было мне очень хорошо, очень приятно было. А вот был такой учитель тоже из Ленинграда по черчению. Вы знаете, у меня была только 1 четверка по черчению. Почему мне вот такое получилось, я сейчас вам скажу. Вы знаете, я однажды сижу в общежитии, и чертежи нам дали, и я начертила так хорошо, думаю, вот наконец он мне поставит 5. Пришла такая радостная, я прибежала, я к нему говорю, вот посмотрите, какой у меня чертеж хороший. Он посмотрел, чертеж, говорит, как у алкоголика. После этого я ни разу не стала чертить. Мальчики мне чертеж делали, а я за них делала математику. Если у кого-то похвальная грамота, он не поступает по этому предмету, я все это учитываю. Ребенка нельзя унижать. Лиза Киямовна учит тому, что в этой жизни иногда приходится за себя постоять. И что в этой жизни у любой задачи, будь то задача по химии или будь то жизненная задача, есть решение. Надо его уметь найти, это решение. Всегда есть выход. Надо уметь его найти. А для этого надо приложить усилия. Ученики ее учеников, так сказать, мы уже гордимся их результатами. Очень рада, что ее дело продолжает жить, что вот эту уникальную методику продолжают внедрять ее ученики в школах, в лицеях. Создана АНОТ, Ассоциация наставников олимпиадного движения. АНОТ, он уже живет, по-моему, 4-й год, с тех пор мы планировали, думали, именно, что именно надо в виде ассоциации, когда вот первые студенты начали работать. И когда у нас только вот Тимур, Нургиз, они были 11-классники, по-моему, мы задумались о том, что когда они выйдут, нужно такую ассоциацию создать. И первым делом мы эту уже проблему озвучивали и на телевидении, мы озвучивали, скажем, руководство, правительству, и нас с Саней Мансуровичем пригласили на прямую линию с главой республики, сказали, что есть такая проблема, что у олимпиадного движения есть такие вопросы, которые хотелось бы решить. И по некоторым очень важным для нас вещам к нам пошли навстречу, нам сказали, добро, делайте такую ассоциацию. Ну, получается, в этом году выиграли грант для проведения такого проекта, мы его назвали «Про нефть». Он ориентирован на школьников 10-11 классов, где они за неделю узнают, так скажем, в сжатом виде курсы по нефтепереработке и нефтехимии. У нас есть новое оборудование, которое как раз ориентировано для лабораторных работ по нефтепереработке и нефтехимии. То есть ребята, так скажем, и лекционный материал хороший получат, и руками что-то поделают. Планируются экскурсии на заводы, планируются также экскурсии в нефтяной университет. Во времена, когда Рамиль Ильич был ректором, у нас в программе развития УГНТУ в качестве опорного вуза как раз первым пунктом были прописаны блок мероприятий, связанных со взаимодействием со школами. И отдельным пунктом, одним из первых, стоял как раз проект по созданию предуниверсария. Эту идею горячо поддержали и на ректорате, и на уровне республики.
мы вот с лучшими учениками взаимодействуем. И здесь, конечно, мы видим большой потенциал и для университета. Сейчас вот время такое, что действительно нужно, это еще предсказывал в свое время один из основоположников кибернетики, что многообразие должно регулироваться многообразием. Нужно предложить нашим обучающимся целое такое пространство возможностей. Мы всегда готовы поддержать любые предложения, начинания. И я уверен, что она тоже видит в нашем университете, в руководстве университета, в преподавателях своих единомышленников, коллег, друзей. И я думаю, что мы еще поработаем вместе с ней на благо и нашей республики, и нашей страны. То есть у нас складывается такая ситуация, что школьник, когда заканчивает школу, поступает в вуз, ему хочется попробовать все, абсолютно все. То есть он хочет и научкой позаниматься, и попробовать поработать, и может, в принципе, найти себя. И здесь, на базе педуниверсария, мы можем это реализовать. То есть, согласно методике Лизы Киамовны, мы можем работать и со школьниками, мы как студенты можем работать и со школьниками, то есть получать новый опыт. Мы можем в дальнейшем заниматься научными работами с использованием аппаратуры научной. И то есть мы эту всю лабораторию, нашу научную, все наши приборы укомплектовали под себя. То есть мы и выбирали все сами для себя, чтобы это было максимально эффективно. Вот опять-таки о том, что тиражировать методику, чтобы больше людей могли получить доступ, да? Со всего мира. Хотя бы в Башкирии начали. Сейчас идет поддержка очень хорошая у наших стипендиатов, победителей грантов того или иного уровня, наших детей, как и выпускников, как и вот выпускников непосредственно наставников олимпиадного движения, то, что они участвуют в тех или иных грантовой деятельности, побеждают непосредственно. Но, как вам сказать, мы говорим уже о том, что сейчас то, что было наработано Лизой Киамовной и заложено по кирпичику из низов, та работа, которая была проделана, очень большая работа. Та команда АНОТ, Ассоциация наставников олимпиадного движения, это детище Лизы Киамовны. Тот опыт, с которым сейчас уже работает команда студентов АНОТ, непосредственно, мы очень хотим и делаем это, позиционируем на все направления, то есть на другие направления. Математика, информатика, русский язык, на все те или иные другие предметы, которые для того или иного обучающего очень важны.
Можно прекрасно иметь матбазу, но если нет сильных учителей, результата не будет. При этом может быть обычная сельская, даже малокомплектная школа, где нет крутых компьютеров, нету интерактивных досок, нету интернета. Но если есть сильный педагог, ребенок там может состояться гораздо лучше, чем в любой популярной какой-нибудь элитной, в кавычках, конечно, школе. Поэтому для нас очень важно, вот для учителей, я себя не отделяю никоим образом от педагогической нашей общественности, я всегда в душе учитель, и каждый момент стараюсь все-таки урвать свободный момент, пообщаться с детьми. Я считаю, вот для нас, учителей, сейчас определенным ориентиром в возрождении как системы образования, возрождение уважения к педагогической профессии, нужно опираться вот на таких педагогов, народных учителей, учителей заслуженных, авторитетных, которые добивались и добиваются высоких результатов в своей профессиональной деятельности. Что касается Лизки Иоанновны, это удивительный человек. Вот в данном случае, в ее примере, сошлись вот несколько таких моментов, я полагаю. Прежде всего, это ее высокий профессионализм, знание предмета, знание вот основ учительской деятельности, методической деятельности. Это вот если это одна сторона, а другая сторона, кроме этого, имеется, это высочайшая интеллигентность, которая вот не позволяет ей работать по-иному. Она все время целеустремленная, она смотрит вперед, она умеет работать с каждым человеком в отдельности и при этом находит то самое зерно, которое сидит в каждом человеке. Она даже, говоря об одном ученике, многолико характеризует этого человека. Не только как ученика, не только как, допустим, школьника, не только как сына, там, дочь и так далее. Она находит такие вещи, которые, возможно, для других может быть новость, а для нее это известная истина. Я же говорю, что именно воспитанный ребенок хочет учиться. Воспитанный ребенок, он знает, что надо учиться. И воспитанному ребенку всегда есть надежда. Это будущее страны, воспитанный ребенок. Вот не зря Дмитрий Иванович Менделеев говорит, что дать образование без воспитания, дать ружье невоспитанному человеку. Он прав. Воспитание всегда, это самый главный момент, это воспитание. Поэтому сейчас вот все-таки есть какая-то надежда немножко, потому что учителям же вообще бумажная работа надоедает. У них же больше бумажная работа, чем работа с детьми. Вот сейчас все-таки выделили деньги классному руководству. 5000 вроде. Посмотрим, увидим, может, действительно какие-то сдвиги будут, но на это надо обратить особое внимание, воспитательную роль. Раньше воспитывали пионерская организация, комсомол воспитывали, огромное значение. Вот это было. Я сама пионер-вожатой работала, и комсомольским вожаком работала. У нас была огромная работа была. А сейчас этих нету. Воспитывает только интернет, получается. Больше роль интернета получается. Вот над этим нам надо подумать. У нас свой менталитет. Когда Лизки Иоанновна говорит про то, что она хлебом наелась только в 4 классе, мы это не верим в это. То есть потому что мы не видели такого, чтобы кушать не было. Да? Мы не можем представить. А она нам, как вот из книжек, которые мы читаем, она вживую нам передает те ценности, которые вот были, да, и мы очень благодарны то, что в любой момент мы можем посоветоваться и получить такой совет мудрого человека, который через все это прошел. Она выбирала это именно по знаниям. Вот знаешь, но всегда
она говорила так, что я люблю работать с порядочными людьми. Вот это слово о том, что человек порядочный, для нее, по-моему, даже выше знаний. Вот это вот я навсегда запомнил, и я себя считаю таким, что да, я там не богатый, не еще какой-то, но я порядочный, честный. И вот это она самое главное ценила в людях. Это вот открытость, честность, порядочность. Я вот это ей признателен на всю жизнь, потому что я себя так и стараюсь в жизни вести. У меня 3 пацанов, и как вот их можно воспитывать? Именно собственным примером и постоянно говорить, вот нужно быть честным и порядочным, чтобы, как говорится, фигу в кармане не держать. Елизавета Киямовна вообще сильна своими учениками, то есть она воспитала много учеников, которые могли бы очень далеко при желании пойти. То есть это уже дальше наш выбор. Идти или не идти, ехать в Москву, в МГУ или не ехать, идти в профессуру, да, или не идти, а заниматься чем-то более прикладным. Это уже личный выбор каждого. Но тот задел, который она нам дала, он, конечно, огромный. Она всегда рассказывает тему, а потом в какой-то момент прервется и говорит: вот ты сидишь сейчас на месте моего Иванченко. Это был ее ученик, лет на 10 нас старше, который ездил на всесоюзную Олимпиаду по химии. Он прошел Башкирию, прошел там еще какой-то регион, Поволжье, например, да, и вот поехал на всесоюзную Олимпиаду. И она все время: вот Иванченко, я эту фамилию до сих пор помню, хотя Иванченко я тогда не видела ни разу, ни на фотографиях, ни живьем, но мы все знали, что был такой Иванченко, и там кто-то сидит на его месте. И Елизавета Киямовна, когда смотрит на этого человека, она вспоминает своего Иванченко. И так, наверное, потом она про нас кому-то рассказывала, что ты сидишь на месте, где сидела Маша Булатовская. И вот так далее. То есть она своих учеников очень любила, а такая любовь, она не может не быть взаимной. Она всегда взаимна. Ее ученики, конечно, очень любят ее. Я думаю, что у нее главная черта характера – это любовь к ученикам. Вот глупо так говорить, но это вот настолько любовь, это вот как она член семьи наш. Как вот она моя бабушка, вот у меня к ней такая же любовь, потому что у нее всегда была такая же любовь к ее ученикам. Я не знаю, есть ли такие учителя в мире, но мне кажется, факт, что прошло уже сколько лет после школы, 15, а я до сих пор встречаюсь, как я приезжаю, если у меня получается, я всегда захожу к Лизе Киямовне. Вот эта любовь, она спасает. Любовь спасет мир. Не красота, а любовь. Я в это свято верю. Карпусик она меня называет. Карпусик, да. Карпусь это фамилия, а Карпусик такой маленький, маленький Карпусик, да. Рассказывай там какие-то истории, Ирик, приветик. Вот у меня, знаете, вот это вот уникальная вещь, на самом деле. Лиза Киямовна от руки сама вот делала такие таблицы. У нас были такие таблицы, которые делали Лиза Киямовна, она раздавала своим ученикам. У нас же, мы учились в конце 90-х годов, начало 2000-х, тогда компьютеров в школе не было, техника была в ограниченном количестве. Вот Лиза Киямовна дома сама рисовала такие таблицы и своим ученикам в помощь давала, вот действительно даже до сих пор у нас хранится и даже в полиэтилене. Вы так и сами сделали сразу полиэтилен, да? Я не помню, это вот у меня с 8 класса она. Я не помню, наверное, сам сделал. Нет, если была шпалка, она была бы сложенная. Тетрадей полно, то есть вот эта тетрадь, я так понимаю, для конспектов, судя по тому, что нам Лиза Киямовна давала книжки для пользования, а она раздавала, всю библиотеку раздавала, у меня же огромная была библиотека, и вот дома, занимаясь, вот я писал конспект. Но учебники у нас были не школьные, это были вузовские учебники, причем на учебники все покупала за свой счет. Она когда ездила на Олимпиады, там, если бы попадалась, допустим, поездка через Москву, либо какая-то библиотека попадалась, она всегда покупала учебники. И она, и муж ее, когда ездил, тоже всегда привозил учебники. У нее была огромнейшая библиотека. Но, честно, очень много. То есть я когда пересматриваю, прям, я поражаюсь, сколько мы решали тогда. Это вот, то есть я сейчас только, наверное, мне кажется, мои студенты сейчас только не занимаются, то есть вот, открыть любую тетрадку. Это все все школьные в нашей записи. Вот видите, в каком состоянии. Вот даже год он есть, 2000 год. Это вот мы помним. У вас тоже сохранился вот этот азарт победить? Да, наверное, да. Во-первых, у меня среди моих студентов
были ученики Лизы Киамовны. То есть, когда я уже закончил школу, я поступил в медицинский университет, отучился там и сейчас преподаю химию. Мои студенты, которые бывшие ученики Лизы Киамовны, они говорят, что занятия у нас похожи. То есть Лиза Киамовна никогда не вела занятия по учебнику. У нее всегда была она ставила проблемную ситуацию. Мы обсуждали, как ситуацию решить. Ну и вот и во многом, видимо, я, видимо, брал пример, и вот, помня методику Лизы Киамовны, что-то, видимо, перенял. Я это на самом деле не могу об этом сказать, потому что я себя со стороны не видел. Она всегда приводила пример о том, что не нужно бояться того, что много предстоит сделать. Она говорит, вот я сделал одну часть, я молодец. То есть нужно делать потихоньку, понемножку и поступательно, двигаться вперед. Она об этом часто рассказывала, она приводила пример, как она мыла полы. То, что вот там то ли вот в школе это было, или в университете, или, может, в общежитии нужно было там какое-то большое помещение помыть. Она говорит, я никогда не боялась, сколько мне предстояло убраться, потому что я видела, сколько я уже сделала. И вот такими маленькими шажочками, кусочками получалась вот огромная территория. Вот насчет олимпиад у меня своя методика. У меня методика такая. Я создаю проблемные ситуации в классе, и я изучаю детей, кто ответит на эти проблемные ситуации. И вот тогда я догадываюсь. Это, значит, интуиция есть, это будущий олимпиец, это стабильно хорошо получает пятерки, хорошо учится, поступит в вуз. Олимпийцы, они могут иногда и получать и двойку, и что угодно но у них есть интуиция, им интересно. Вот они как раз и будущие, они призеры олимпиад были. Иногда бывало, что однажды Раиль Абдулович говорит, что с этим мальчиком ты занимаешься? Он же на учете в милиции, говорит. Он же такой хулиганит, говорит. А вы, Раиль Абдулович, говорит, еще не знаете, мы привезем с ним еще хорошее место. И действительно, мы привезли первое место из зональной олимпиады с этим мальчиком. Сейчас он в Москве, химфак закончил. Нормально все у него получилось. Вот такие дети у меня было немало, таких детей. Самое главное, им не хватало нагрузки. Их надо было заинтересовать. Нагрузки не хватало им. А я им давала нагрузку, цель, и все вот так было интересно. Им самим вот таким образом интересно было. Вот это моя методика. Я не давала учебник, не диктовала правила, а я давала как энциклопедия, я давала им химию. Ну, я думаю, что просто есть какие-то отношения, наверное, между учителем и учеником. Какая-то химия, как говорится. Тем больше к человеку в том числе привязываемся, чем больше в него вкладываемся. Да, Лиза Киамовна очень много вложила в меня сил и энергии. Это было, наверное, это мало какой учитель, наверное, я думаю, никто с этим бы не справился. Когда пришел в 10 классе ученик, который абсолютно не знает химию, от слова совсем, для него элементы, название элементов – это просто какие-то буквы, да, вот. И если натрий плюс H2SO4, он мог написать натрий H2SO4, и его бы абсолютно ничего не смущало в этом. Я не выбрал никакую профессию, у меня выбрала мама и Лиза Киамовна, что я буду врачом-стоматологом, точнее, выбрала мама. А Лиза Киамовна позвала к себе в класс, что там у нее было 20 девочек и всего 6 или 7 мальчиков. Вот, и еще мальчики в классе. Вот. Мы были, естественно, не знакомы с Лизой Киамовной. Ну, Лиза Киамовна забыла сказать моей маме, что на стомат химия не сдается. В какой-то момент я понял, заканчивая химический факультет, что из меня не получится выдающийся ученый. Да, поэтому я не продолжил свою деятельность в химическом, ну, то есть в направлении химии. Но с точки зрения учебы в школе, то же самое. Да? У всех есть разные способности, у кого-то к литературе, у кого-то к точным наукам, у кого-то к естественным. И Лиза Киамовна знала, со слов моей мамы, по крайней мере, как я учусь, какие у меня результаты в других дисциплинах, да, по математике, по физике. Лиза Киамовна у меня ассоциируется в первую очередь, наверное, даже не с учителем химии, а с наставником. С наставником, который поменял мою линию жизни, ее направление.
полностью, принципиально, который повлиял на амбиции, на веру в себя, на те возможности, которые я, в принципе, ранее не рассматривал, да, для того, чтобы поступить в МГУ, например. Этого не было ни в моей картине мира, ни в картине мира моих родителей. Вот, повлияло на то, чтобы, ну, то есть повлияло на то, чтобы двигаться к цели, да, двигаться к цели, много работать усердно. Я поверил в то, что, не разбираясь вообще в каком-либо предмете, можно действительно добиться серьезных результатов. Не просто изменило мою жизнь, это поменяло полностью направление моей жизни, орбиту моей жизни. Если до встречи с Лизой Киямовной я не понимал вообще, куда мне двигаться, в каком направлении, в какой университет поступать, какой профессией заниматься, то встреча с Лизой Киямовной это определила. Химия, умение, я бы даже сказал не химия, а умение погружаться в новый, совершенно для себя неизвестный предмет и умение трудиться для того, чтобы его освоить, вера в то, что возможно в новом, неизвестном абсолютно для себя предмете сделать выдающиеся результаты. Это, наверное, привело меня к предпринимательству, потому что это как раз то, что делают люди в бизнесе. Они постоянно решают задачи, которые они раньше не решали, которые они понятия не имеют, как решать. И это и есть предпринимательство. Вот, поэтому я бы сказал, что это очень нестандартный путь, когда химия привела к работе в своем бизнесе. Кроме всего, это же вера в то, что это возможно. Понимаете? Как не просто человеку уже можно сказать, бесполезно человеку сказать, что возможно добиться в чем-то новом, да, выдающихся результатов. Это необходимо, чтобы он это прошел. Чтобы он это прошел, возможно, в чем-то смежном, да, в чем-то параллельном. Как, знаете, спецназовцы ГРУ, которые служат в армии, они делают 40-километровые марш-броски с снаряжением, которое весит там, как половина их собственного веса. И они тоже, у них в их картине мира нету, что это реально. И мало того, возможно, через 5 километров многие понимают, что невозможно пройти 40, но в итоге проходят. И у них меняется полностью картина мира относительно того, возможно это или нет, вообще относительно возможностей своего тела. Вот здесь то же самое. У меня поменялась картина мира относительно возможностей моей головы. Это не совпадение, это, во-первых, характер, это определенный психотип, который закладывается с детства. Это тот путь, который человек проходит, да, в своей учебе, в своей деятельности. И это неординарные способности, безусловно, которые присущи Лизе Киямовне. Быть действительно не только учителем, а наставником. Но, вы знаете, бывает, дети особо талантливые. Им нужно по-особому надо подходить. Таланты, они, знаете, отличаются. Иногда говорят, вот семиклассник выступает за 9 класс, очень талантливые. Вот есть такие. Талантам терпение нужно. Надо знать, что бывает иногда и такие, что мальчик, вот, допустим, у меня был мальчик-ученик, который был на учете в милиции был. И мне директор школы однажды говорит, что ж ты с этим-то занимаешься? Он же вот на учете в милиции, у него поведение-то плохое, он даже выпивает, даже вот такое. Но я поняла, что он очень талантливый. Ему не хватало немножко вот внимания. Ему надо было нагрузку, надо было дать больше нагрузку, надо было дать, чтобы заинтересовать этого мальчика. Но я чувствую, что у него интуиция, что у него он талантливый, что от него можно получить гораздо больше. И вот когда мы привезли первое место, когда он в 8 классе выступил за 9 класс, вот тогда поняли, что он особенный. Теперь он МГУ закончил, живет в Москве.
Не все дети одинаково бывают талантливые. Бывают дети спокойные, на пятерке учатся, и они выходят хорошо, они и профессии имеют, они все. А вот талантов надо беречь. Химия на самом деле это настолько сложный предмет, не всеми детьми любимый. Это на самом деле, к сожалению, так. Но тут очень много зависит от учителя. Если учитель сумеет правильно азы химии заложить, у ребенка появится увлечение, интерес к этому предмету, доверие к педагогу, то в последующем, поверьте мне, ученик влюбится в химию. И это уже любовь будет на всю жизнь. Потому что каждый кулик свое болото хвалит, но я честно скажу, наверное, более интересного предмета в школе, чем химия, нет. Я сам химией начал заниматься чуть раньше, когда она в школе началась, и до сих пор, когда удается какая-то свободная минутка, и реакции порешаю, и задачки порешаю. Во-первых, надо тренировать мозг, это раз, а во-вторых, мне нравится. Поэтому у Лизы Киямны вот как раз в этом, наверное, талант и проявляется. Она умеет зажечь ребенка, талантлив он, успешен ли, способен ли, потому что здесь определенные математические способности необходимы, аналитические способности необходимы, особенно если мы берем вот физико-коллоидную или аналитическую химию. Она создает ситуацию успеха. Каждому ребенку создается ситуация успеха. И поэтому ее ученики уже на протяжении нескольких десятилетий добиваются высочайших результатов. И во Всероссийской олимпиаде, тогда еще Всесоюзной олимпиаде школьников, сейчас это Всероссийская олимпиада школьников. Ее ученики, ее уже учителя, кому она была наставником, они уже состоявшиеся учителя, они сейчас уже транслируют талант, методику преподавания химии, которую заложила в них Лиза Киямна. И они уже начинают добиваться высоких результатов. Вот буквально позапрошлом году, прошлый год ковидный был, поэтому Олимпиада, к сожалению, заключительный этап по Олимпиаде школьников не состоялся, но позапрошлый год, 2019 год, республика принимала заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии. 6 участников у нас было от республики. 6. Все 6 попали в число призеров и победителей. Так вот, из этих 6 4 это ученики, которые воспитаны ее учениками, Лизы Киямны. И она с ними продолжает до сих пор работать. Вот в этом, вот он и секрет. Трудолюбие, любовь к профессии дает как раз такой вот великолепный результат. Эти дети, они особенные, они выделяются, они чем-то выделяются. Их надо терпеть, надо, выслушать надо, не надо кипятиться, надо сказать: сынок, дочка, и так, вот таким образом, эти таланты. Вот самое главное, чтобы они не вышли из колеи. Их надо спасать. Они в каждом классе бывают или в некоторых их не бывает? Нет, они бывают часто знаменитые, бывают по школе. Что они такие дерзкие, что-то они иногда на уроке не сидят, уходят. Бывают разные. Такие у меня были. И у меня был такой мальчик, я уж фамилии не буду, сейчас он, по-моему, он в банке работает, по-моему, он, по профессии он фитохимик. И он вставал, уходил из класса, и по коридору он гулял. То есть коридорная система обучения у него была. А потом я поняла, что он очень талантливый, с ним особо стала отдельно заниматься. А потом он прекрасно выиграл Олимпиаду, первое место занял. Раз они сделали для школы, для республики много чего, мы тоже должны о них заботиться. Не пользоваться просто, не сок выжимать от них. А вот потом, раз они принесли такую славу для республики, потом им надо помогать надо. Я бы не сказала, что она уделяла особое внимание только олимпиадникам. Я, между прочим, очень сложно попала в ее класс. Она не хотела меня брать к себе в класс, потому что я имела неосторожность, сидя на задней парте, как-то достать зеркальце. Я на это запомнила. А потом я поняла, что мне нужно в медицинский. Я хочу медицинский, мне нужна химия.
Я думаю, что же делать-то? И я очень много усилий приложила. И когда я пришла к ней перед сентябрем, перед началом учебы, и попросилась в класс химико-биологический, Лискиамна сказала: нет, я все это запомнила. И я осталась там с родителями, я взяла их для поддержки. И помню, уже, по-моему, слезы пробивались. И минуты, наверное, не прошло, она вернулась. И как сейчас помню, она просто сказала: ну, всем надо давать шанс. И дала мне, по-моему, 3 месяца. Ну, я как села вот туда на первую парту, я больше оттуда не уходила. И поэтому я не могу сказать, что она увидела во мне олимпиадника. Она, скорее всего, увидела, что я хочу, что я готова трудиться, что я буду трудиться. Вот это она в детях видела. Ну, невозможно было не трудиться, когда она столько вкладывала. Мы тогда этого не понимали. Это понимаешь уже сейчас. Когда оцениваешь то, что вот было вложено, когда приходили в университет, когда начинали работать и вспоминали все то, что вот опять-таки было ей дано, тогда мы это оценили. Но тогда было просто желание достичь чего-то, и она так спокойно, скромно, молча нас вела и помогала в этом. То есть мы даже не просили конкретно помочь, она сама понимала, что нам надо. То есть нам надо здесь подтянуть, она направляла нас к тем, допустим, специалистам, ну, по тому профилю. Нам надо здесь подтянуть, она устраивала нам воскресные уроки. То есть приходите, мы будем все это делать с вами, догонять, заниматься. Ну вот она такая. Они иногда эгоисты бывают. Эти олимпиадники, знаете, они не одинаково для них, они разные бывают. Звездная болезнь иногда появляется. У них иногда бывает и высокомерие, и гонор. Я это тоже испытала. Вы знаете, тут, что плохо, что вот родители иногда говорят: ты гений, ты сам одаренный, ты сам способный. Вот это портит. Поэтому я после нескольких случаев я стала олимпиадником. Сначала поговорить с родителями. Какой родитель? Если я чувствую, что у этого родителя, значит, гений, ну пусть родитель занимается этим гением. Мне нужно попроще. Лизгиевна очень интересный человек. Вообще у меня сын учился в другом классе, он учился в классе математического направления. А когда Лиза Киямна стала работать, то есть она у них стала вести занятия дополнительные по химии, вот, несколько ребят, которые к ней ходили на занятия, заинтересовались ее предметом. Почему? Потому что она очень интересно относилась к детям в воскресенье, в свой выходной день. Она приглашала ребят в школу и просто так. Она говорила: давайте вот пообщаемся, я вас познакомлю со своими учениками бывшими. Теперь они уже студенты медицинского университета, Башкирского государственного университета. То есть она почти с равными вот по возрасту, там, ну чуть-чуть, может быть, на 2-3 года постарше, ребятами знакомила вот своих учеников. И занятия у них проходили очень интересно в том плане, что не просто вот ребята сидели за партами и записывали лекции, которые читали преподаватели, что рассказывала там развернуто Лиза Киямовна. Нет, Лиза Киямовна поила их чаем. Они общались вот в кругу за столом за чаем. И отсюда у них получались идеи, очень интересные идеи. Лиза Киямовна ведь не только в своем классе, вот где вот она преподавала химию, вот находила вот таких вот ребят. Она вот, не знаю как, но она видела в ребенке какой-то потенциал, даже вот не в то, что вот ребенок успешный, из какой-то успешной семьи, что родители вот приходят, говорят: Лиза Киямовна, мы бы хотели, чтобы вот мой сын или моя дочь учились в вашем классе, чтобы вот занимались химией, там вот, то есть это же амбициозные родители, которые вот так говорят. Таких нет, Лиза... было много? Много было, конечно, к Лизе Киямовне приходили, просили, наверняка просили и дополнительно заниматься, чтобы в высшее учебное заведение поступить. Значит, Лиза она их Киямовна выбирала? Не выбирала, она смотрела по-другому. Она смотрела среди детей в классе. И понимаете, те учителя, которые говорили: нет, этот ученик, у него поведение плохое, он себя ведет плохо, он там нарушает дисциплину, он курит. Лиза Киямовна говорила: нет, нет, это очень талантливый ученик. И она вот видела изюминку в этом ребенке и развивала. Действительно, у нее был Габдуллин Роберт, такой ученик, ну, сложный. Он сложный был по характеру, педагогически запущенный. А вот она в этом ребенке увидела
талант. И вот показала ему, как можно заниматься химией, рассказала ему, познакомилась с преподавателем, познакомила уже с ребятами, вот как раз со своими вот учениками, выпускниками. Заинтересовала этот ребенок, у него достиг высоких уровней. Он ездил на Всероссийскую олимпиаду по химии. Он занимал призовые места. Он был победителем. То есть он гремел на всю республику, на всю Россию. Это было всегда удивительно. Директор нашей школы, я же с Лизой Киямовной работала, он всегда говорил: зачем вы Лизу Киямовну возите с ним? Ведь он вас в любой момент может подвести. Вот возьмет и не придет, когда вы поедете. Она говорит: нет, он не может подвести. То есть она вот в него верила, она вот верила в таланты детей, да, вот как-то так прививала и могла просто по-человечески, не ругая, не повышая голос, не строгим тоном, а очень спокойно, как мама, она могла вот сказать ребенку, что вот тебе это надо, тебе это в дальнейшем пригодится, и ребенок это понимал. У нее уроки очень интересно начинались, она не сразу начинала там с проверки домашнего задания, как вот делают это учителя. У нее традиция была спросить, как дела, чем вы, ребята, занимались. Пусть на уроке у нее проходило 15-20 минут драгоценного времени, но она вот таким вот образом к себе привлекала внимание, заинтересовывала ребят вот своим вниманием, и потом уже начинала объяснять новую тему. Допустим, на все пятерки учится девочка, она старается, она обязательно поступит в вуз и так далее, а вот олимпийец он другой. Он может учиться иногда получать и двойки по каким-то предметам, что-то вот такое, но у него есть интуиция. Он знает задачи, как решать, и в итоге что будет в конце. Они все поступали же в вузы без экзамена, что хорошо, вот медицинские, они вот МГУ, они поступали и другие вузы, тоже так же БГУ. Один год у меня в БГУ поступили 12 человек по олимпиаде. Все без экзамена? Без экзамена, да. Да, это, конечно же, привлекает, 12, да? из одного класса. Случай был, по-моему, в 9 классе. Мы катались на лыжах, ну, все-таки ноябрь или декабрь месяц уже был. Ну, и на трамплинчике я упал. Ну, правая рука с гипсом, сколько там, на месяц, по-моему. А тут как раз период всех олимпиад. А у меня правая рука в гипсе. Ну, соответственно... Ну, как не пишется? Я левша. Но меня никогда не переучивали на левую, переучивали вот на правую. Поэтому с русским у меня немножко тяжело. Вот, да. Вот. И вот только Елизавета Киямовна знала, откуда, я сам не знаю, что я могу писать и левой. И вот я пошел на районную олимпиаду вот только по химии, все остальные, потому что я, ну, с чистой совестью погулял. А что, это же хорошо, в воскресенье не на олимпиаду идти, а дома там покататься, там просто поваляться. И вот я написал олимпиаду, и Елизавета Киямовна тогда меня ходила на комиссию защищать о том, что хотели работу заблоковать, о том, что, ну, кто так пишет. Ну вот когда она потом привела к примеру, что человек левой рукой за эти же 2 часа все сделал, и вот, ну да, где-то некрасиво, где-то это, но все правильно. Ну вот она меня тогда на олимпиаде отбила, я тогда первое место занял на районной олимпиаде. Это самый был такой случай. Она борец за результат. То есть мы всегда работали на результат. У нас всегда был четкий план, что мы должны сделать. Лиза Киямовна всегда знала, где и как найти ту или нужную информацию. Говорю, если мы ходили, когда мы учились в школе, мы ходили на химфак, она ходила, договаривалась, чтобы это опять же, я лично сидел со студентами химфака БГУ, будучи школьником, на лекциях и на занятиях. То есть это нужно пойти договориться. Вот. Поэтому в этом плане у нее, конечно, борцовские качества, за своих детей, за своих учеников она борец. Она за себя не будет никогда идти договариваться, но за своих учеников, за своих детей она будет стоять своей горой. Даже на Олимпиаде, первая моя Олимпиада районная в школе в 9 классе, я решил задачку немножко по-другому, не как было в ну, там, решебники у них какие-то, может, были. Ну, первый раз в Олимпиаде, ну ладно, мне задачу не засчитали. Лиза Киямовна отстояла. То есть вот тогда для меня это было примером, может быть, таким вот. Она борец, действительно борец. Тем более, как бы сколько она болезней победила.
Вот. Она в этом плане она молодец, очень стойкая духом. Покажу грамоту, которая больше всего дорожит Лиза Киямна, которую она любит сейчас вспоминать ее. Ну, наверное, лучше найти сначала самую первую. Вот моя самая первая грамота. Это первое место в районной олимпиаде по химии. В каком классе вы были? Это был 9 класс, как раз тогда, когда Лиза Киямна защищала мой способ решения задачи, а не тот, который был написан в решебнике. Вот. А Лиза Киямна очень любит, сейчас скажу, какую грамоту. Вот эту грамоту она очень... Нет, не она. Вот она. Эту грамоту она очень любит. Она, может быть, тоже вам рассказывала случай этот. Это была Всероссийская олимпиада по химии. Она проходила в Ульяновске. И тогда я был награжден как лучший экспериментатор России. Лучший экспериментатор? Да. То есть у меня эксперимент получился лучше всех. Среди всех школьников. Эксперимент, если можно вкратце? Это была комплексонная... Нет, это было титрование. Это было... Сейчас скажу. Нужно было титровать. Титровать, да. Броматометрия. Нужно было броматометрически найти концентрацию кислоты хлористо-водородной в растворе, насколько я помню. Вот. И тогда, когда я вышел с эксперимента, он приходил в Ульяновском университете, был на 2-м этаже лаборатории, где мы экспериментировали. Была такая лестница, и Лиза Киямна стояла внизу. Я вышел в халате, расстегнул и увидел, что Лиза Киямна внизу стоит. И к ней побежал. Халат у меня, она сказала, она снизу стояла, я этого не видел. Ты говорит, бежал такой... Птица? Да. У тебя халат развивался, да. Вот Лиза Киямна любит этот момент вспоминать. Вот этот диплом именно получен в тот момент. Вот, кстати, научился титровать я на кафедре на химфаке, где заведовала Кудашева Флавия Духсаиновна. Да, там Вива Михайловна была преподаватель, она мне руки ставила. Работать с береткой, с колбами. То есть в школе же этого не было, у нас такое не было оборудования. Целый мир, да, совсем. Это удивительный мир. То есть я говорю, дай бог всем это узнать в школе. Для меня действительно это был совершенно другой мир. Задачи Всероссийской олимпиады профессура составляет. Вы знаете, они умеют решать только свои задачи, и другим, которые составлены задачи, они не могут решать. Да, они узко только свои. У нас ведь химии очень много. И физхимия, и коллоидная химия, и органическая, и неорганическая. У нас очень много химии. Каждый в своей области. Так что, те-то, допустим, и я тоже так же, эти задачи мы иногда не дорешаем, а ребенок должен решать все задачи разного типа. И физхимию, и органику, неорганику и так далее. Ребенок должен решать это все. Вот так должен знать. Поэтому я иногда приглашала, когда в воскресенье занималась, узких специалистов. Потому что школьный учитель тоже все это знает. Это невозможно. После 10-го, перед 11-м, она в клювике нам принесла олимпиаду соросовскую. И сказала, давайте решать. Это была заочная олимпиада, нас было 4, и мы сидели в школе на каникулах, мы сидели и готовились, мы прорешивали задачи. Сначала там за более младший класс, за 9-й, по-моему, задачи сложные. Мы решаем, что-то у нас идет, что-то не идет. Решили. Потом она нам дала там посложнее задачи, более старшего класса, 10-го. Опять что-то мы решили, что-то не можем. Она нас отправила в БГУ, договорилась. Мы поехали в БГУ к ее бывшим ученикам, которые сейчас преподают там, на тот момент преподавали, чтобы они нам объяснили, как решать такие задачи. Хорошо помню, едем мы в автобусе с моей подругой Юлей на химфак БГУ и по ходу обсуждаем одну из задач, которую решить не можем. Такой твердый орешек. И тут слово за слово мы понимаем, как ее надо решать. И мы с ней, а если вот так, а тут, а моли. И мы решили. Видимо, очень громко мы это делали, потому что какая-то женщина зашипела на нас, сказала, девочки, вы себя неприлично ведете. Нельзя так громко разговаривать. Решайте свои задачки в школе. И Юля мне говорит, наверное, она очень не любила в школе химию. Не было у нее нашей Лизаветы Киямовны. Поэтому она так злится сейчас. С момента нашего знакомства прошло больше 30 лет.
а точнее, это, наверное, 1985 год. Я вернулась в свою 27-ю школу после длительной командировки с родителями в другой стране в 10-й выпускной класс. Тогда уже собиралась в медицинский институт, и на мое счастье, на мою судьбу выпала встреча с Лизой Киямовной. Она вела химию в нашем классе. С первых уроков она увлекла своим предметом, так что я решила ходить к ней на дополнительные занятия в кружок по химии. Тогда мы учились еще в старом здании 27-й школы, это здесь неподалеку. Школа была трехсменная, и время для дополнительных занятий это в основном были выходные дни. В свое собственное время мы приходили, она выделяла нам, чтобы мы занимались, могли освоить эту дисциплину. Надо сказать, что тогда она нам часто повторяла, что талант – это 99% труда. И без усилий в этой жизни ничего не добиться. За небольшой промежуток времени она подготовила меня к Олимпиаде по химии. В тот год я выиграла районную Олимпиаду по химии и стала призером Республиканской Олимпиады по химии, что, конечно, оно, безусловно, помогло мне поступить в медицинский институт. Многие ученики, дети обычной школой, невзирая на заслуги и возможности родителей, рядом с таким наставником получили путевку в жизнь, в достойную жизнь, поступив и окончив лучшие университеты и институты страны, став высококлассными специалистами и профессионалами в своей области. В основном это, конечно, химия и медицина. Очень много у нее учеников достигли руководящих постов в здравоохранении, в медицине. Опекает у меня Гузель Галиева, Мухиддинова, профессор она то на сердце операцию, то онкология, то что-то. Она всегда заботится, ходит, приходит. То есть ученики, их много. Отдельно выделять только кого-то только. Вот Ирик Шарипов и так далее, их много. Но в основном, вот я сейчас пожинаю плоды тому, что я не только химию учила, старалась их воспитывать, чтобы они были порядочные, добрые люди. Все с возвратом, это я поняла. Вот в выходные я занималась с детьми, кормила, кого одевала, кого как. Иногда бывало, узких специалистов в воскресенье приглашают, а я им сама платила. Дети не знали об этом. Вот таким образом. Вот потом мне и вернулось это все. Вот сейчас я не думала, что я доживу до этого возраста. Вот дожила до этого возраста. В сад меня возят, оттуда привозят. Там помогает мне, дома помогает, заботится. Вот обязательно, знаете, все с возвратом. И добро, и зло, все с возвратом. Все с возвратом. Надо делать больше добра. Вот чем я и рада, что сумела вот это поставить. Все-таки про вашу методику. Вы чью методику сами переняли? Я ничью методику не перенимала. Я думала долго, потому что все наглядные пособия у меня свои были. Кабинет я сама оформила, то есть занималась я с детьми, их родители. Мне сделали прекрасный кабинет, красивый, у меня хороший кабинет. Я сама думала, как достичь, чтобы дети было интересно химию изучать, чтобы они не говорили, когда учитель заболеет, что ура, а чтобы они меня ждали. И действительно это и получилось. Вот когда я болею, ребята переживали, потому что я с ними поступаю в вуз, я с ними жизненные проблемы решаю, я их учу и жить. Самое главное для меня не было, чтобы и призеры воспользоваться этим, себе славу получить и так далее. Нет, у меня была цель, дальновидная я была, видать. Цель была мне воспитать их. Самые воспитанные, они учатся хорошо. Вот если вот, значит, химию, математику знать и не быть человеком, и это было трудно. Вот самое трудное вот воспитывать человека порядочного. А вот химию учить, это не трудно. Можно там, чтобы ребенок влюбился в химию и так далее. А вот человеком, внутренней культурой, и вот это мне, наверное, помогли интеллигентность моих учителей. Эвакуированные из Ленинграда мои учителя. Потом, когда я в Вирске училась, там у меня тоже преподаватели были, которые на ссылку их отправляли, они там остались. Вот мне, наверное, вот эта интеллигентность, наверное, передавалась от отца тоже так же. Вот для меня самое главное. Вот я сейчас и пожинаю плоды.
Вот и сейчас заботятся ученики обо мне. Ни одного дня не бывает, чтобы ученики мне не звонили. Вот у меня передо мной лежит книга, она называется «Химики Башкортостана». В нескольких томах эта книга выйдет. Здесь вот есть и доктора наук, есть и академики, есть и практические работники, есть технологи, организаторы производства. И когда мы готовили вот эту книгу, значит, я попросил авторов, значит, обязательно включить туда страницу, посвященную вот такому великому человеку, как Лизги Анна. Кстати, я ей говорил, но пока еще она не видела себя в этой книге, значит, есть специальный раздел, посвященный вот ее творчеству. Мы можем вытащить, ну, условно скажем, Белинского, там, Ушинского там, или еще кого-то, которые жили, ну, в каком веке, да, значит, в XIX веке, и мы изучаем их опыт. Ну, вроде как-то считается это общепринятым, а вот то, что было с нами, у наших современников, к сожалению, не так уж и часто становится предметом педагогических исследований. А надо бы. Достояние республики – это то, что является нашей гордостью. Настанет время, и, наверное, мы в аспирантурах тоже должны думать, кого-то приблизительно уже направлять на то, чтобы изучали вот эту методику. И самое главное, при изучении, хорошем, квалифицированном изучении, эта теория становится достоянием других, и другие будут работать приблизительно по такому же пути. У Флориды Хусаиновны, у Юрия Степановича, у Гарифы Губайдуловны я сам учился непосредственно, когда вот в 42-й школе. А сейчас именно мы именно рады, что под руководством Лизги Амовны мы смогли воспроизвести это тут, ну, в новых реалиях, да, вот сейчас в нашем времени, и стараемся это продолжить. Также вот это вот наставничество, оно выросло от именно понимания Лизги Амовны. То есть когда вот мы работали, с нами тоже работали студенты ее из медуниверситета. Вообще ученики Лизги Амовны, они, химбиокласс всегда делился на 3 части. Часть шло в мед, часть шло химфак, часть шло в нефтяной. Ну, то есть примерно, или инженерный, не обязательно нефтяной, но в инженерное направление. И вот студенты медики и БГУ, они работали с нами. Те вот, которые вот были до меня, в мое время, а сейчас уже наши ученики, здесь они уже, получается, работают со школьниками. Кто-то ребенок, ученик понял тему, он обязательно Лизги Амовна сажала его вместе с тем, кто не понял. Вот кто-то или пропустил по болезни, да, вот это вот было шефство. То есть это было вот в советское время такой хороший положительный опыт, как шефство, да. Да, и это, получается, передавалось дальше, и сейчас вот это выросло вот в такую вот ассоциацию. То есть это вот такая вот взаимовыручка, помощь, товарищество, которое, может быть, сейчас не в тренде, да, но это получается, это советская методика, оно через Лизги Амовну, получается, передалось нам, ее ученикам, и дальше нашим ученикам. Вообще доброта ушла из общества, наверное, в целом. Общество озлобилось, очень много конфликтов, очень много, вот, наверное, непонимания между людьми. Я помню, какова была советская школа. Я сам выпускник советской школы. Как мы любили, уважали наших педагогов. Дорожили их вниманием, их уважением. Переживали за оценки, которые получали. Если 5 получишь, счастливо бежишь домой. Получил оценку пониже, естественно, на душе смута, переживаешь. И я не в плане того, что переживаешь, что тебя родители накажут дома, переживаешь за то, что ты чем-то вот обидел своего педагога. Учитель в тебя вкладывала, столько сил своего труда вложила, да? Хочет, чтобы ты добился успеха. А ты где-то не дозанимался, где-то не доработал, и в итоге вот получаешь неудовлетворительную оценку. И давайте посмотрим на российскую школу сейчас. Очень много конфликтов. По роду своей службы я очень много разбираю всевозможных жалоб, когда конфликтуют учителя друг с другом, учителя конфликтуют с управленческим персоналом, с администрацией школы. Но очень много конфликтов, когда родители начинают
предъявлять претензии педагогическому коллективу, и порой эти претензии, они обоснованы, что не додают детям знаний, не хватает воспитательного аспекта в профессиональной педагогической деятельности. И на фоне вот этих вот конфликтных ситуаций растет тревожность и напряженность в педагогической среде. Я как педагог и долгое время занимался в том числе и психологией, работая в университете, абсолютно прекрасно понимаю, что если создается конфликтная среда, тревожная среда, сразу же нивелируется ситуация успеха. Она исчезает. Потому что у ребенка начинают превалировать другие немного интересы. Вот как мне выйти из этой конфликтной ситуации, или наоборот, даже как ее, эту ситуацию развить, но отомстить, да, но при этом он не думает об учебе, о результате. Поэтому абсолютно поддерживаю идею Лизы Киямовны, что надо возрождать доброту. Хотя бы давайте со школы начнем. Ведь наши школьники — это будущие взрослые люди, которые будут формировать после нас уже гражданское общество. И, возможно, вот те азы, которые доброты мы заложим сейчас им, они цветами, ростками прорастут уже в будущем в их душе. Нам нужно, чтобы в школе создалась нормальная, добродушная, доброжелательная обстановка, где, я не скажу, что все, я реалист и понимаю, не скажу, что все друг друга любят, но, по крайней мере, с уважением относятся к позиции и мнению каждого человека. Ученик это будет, учитель, директор, завуч, неважно. Любого участника вот этого образовательного процесса. Абсолютно поддерживаю идею. Те уроки добра, которые Лиза Киямовна ведет, очень хорошие уроки, которые, сколько бы не видел, они в первую очередь разнообразные, поучительные и мотивирующие на будущее. И думаю, вот нашим пятиклассникам было это очень-очень-очень помогло. Я уже не могу без какого-либо звонка или просто совета, просто элементарно человеческого совета. Потому что Лиза Киямовна где-то намекает, как надо, что нам дает АНОТ, РБ непосредственно. Мы говорим о том, что мы даем шанс нашим будущим выпускникам говорить о том, что их ждет в будущем. Ездил в Москву на Олимпиаду. Вот каким надо быть олимпийцем, упорным, вот таким молодцем. Стараться надо, хоть словно ногой биться, но в Москву съездить, победить Олимпиаду, это не всему дается. Это молодец, ну без этого умер. Вот такой молодец. Так что надо быть упорным, настойчивым, стараться надо. Вот так. Все у вас. Эта программа реализуется на базе нашего республиканского инженерного лицея-интерната. Вот как раз и много, она работала сама в этой школе, очень много ее воспитанников сейчас продолжают свою профессиональную деятельность, в том числе и в лицее. Очень серьезно пошел этот проект через наш республиканский центр талантов, развития талантов «Аврора». Вот эта идея, этот формат, эта метода, лучше так сказать, это метода работы с детьми, чтобы они добивались высоких результатов в учебе, мы будем проецировать не только на химию, мы будем проецировать абсолютно на все предметные области, которые изучаются у нас в рамках образовательного школьного курса. Поэтому уникальный проект. Вряд ли, наверное, где в России мы увидим аналогии такие. Мы его сейчас уже подхватили и будем обязательно тиражировать. Подожди, это ты сказал, Тагир начал. Я не говорил. Самое главное, что у нас есть, это то, что мы живем же здесь рядом. Получается, когда я учился, я жил в той же общаге, что и Тимур жил, а он был моим учителем. И поэтому мы могли с самого утра до самого вечера сидеть в лабе, постоянно что-то делать с ним. Это проект воскресной школы, в которых вот 20 лет назад я участвовал, да. Ребята это сейчас сами участвовали, когда учились, а сейчас они это ведут. И в воскресенье у нас многие ребята иногородние
ребята открывают лаборатории и учатся. То есть Лиза Киямовна вот лично вот меня приучила, да, работать, потому что это тебе нравится работать. Она говорит, труд это не надо тяготиться труда, это дает свои плоды. Вы тоже чувствуете, как вот ребенок или ученик понимает? Я вижу, как глаза тюнг загорелись, Глаза когда у горят, ребенка. прям такое желание появляется. И ученик сам хочет изучать. Вот этот момент хорошо ощущается, хорошо чувствуется. Ну, мне кажется, когда вначале ты учишь, они уже там либо сразу начинают задавать вопросами прям без перестана, а это что, а это какого цвета там, а это почему так? У нас многие, очень многие начинали с того, что им все интересно, они все задают вопросы. Я вот мучил Айнура Мансуровича. Я задавал вопросы, как там 3-летний ребенок, мне было все интересно, он много отвечал, много говорил, типа, вот почитай там, почитай тут. Потом, когда я уже стал сам наставником, эти вопросы начал мне задавать мой ГИС. Айнур Мансурович сказал, что это наказание мне за то, что я задавал ему вопросы. И так один за другим, как бы, следующее поколение задает вопросы предыдущему. Для того, чтобы эти вопросы не раздражали, наставник сам должен быть очень выдержанным, ответственным. И должен знать много на них читать. ответы. Да, должен очень много знать и много читать. Вот, собственно, я о чем и говорю. Когда я пришел на одно из своих первых занятий по физической химии, я там объяснял сложную тему какую-то. И вот у меня, она сейчас до сих пор учится, 11 класс, Настя, она была в 9 классе, она мне задала очень много вопросов. Вопросы, которые обычно даже ты сам не думаешь, она задает, я даже думаю, а что это? Я могу вот так вот зависнуть минут на 15. Но в итоге я понял то, чего раньше сам не понимал. Ощущаете свои возможности? Дзен, поймал? Нирвану там. Я самозабвенно настолько преисполнился. В 9 классе в начале Лиза Киямовна приехала к нам в лицей. Она увидела то, что я читаю какую-то непонятную книгу, которая в себе не несет полезной информации. Она подошла мне, сказала то, что вот, есть вот такая-то книга, и она нашла ее на наших полках, получается, в лицее. Она сама эту книгу в лицее уже и подарила. И сказала, что мне лучше по ней готовиться. Потом, получается, Айнур Мансурович тоже увидел эту книгу, и мы уже начали всем ребятам, те, кто готовились к Олимпиаде, эту книгу предлагать, чтобы готовиться к муниципальному этапу, например, Олимпиады. Благодаря вот знаниям, которые я получил из этой книги, я муниципальный этап хорошо написал, потом прошел на региональный, ну и еще как бы дальше пополнял свои знания уже другими более сложными книгами. С 97 года здесь есть задачи со Сироса. И каждый раз команда, которая приезжает, привозит свои задачи. Вот 97-й, вот 98-й. Так, вот это 2003, 2004, 2005, 2006. Столько людей ездило на все? Ну, то есть, чем больше комплекта, тем больше людей ездило. Каждому дается один комплект. И вот тут у нас 97-й год, а вот это вот последний. Здесь, это, так, не тот. А, вот он. Вот он. Последний 2019. То есть 97-го, 2019. 22 года. Подряд. Эта олимпиада называется IGSO. Там 3 предмета нужно знать. Физику, химию и биологию. А я был только олимпиадником по химии, и физику с биологией не знал вообще. И Лиза Киямовна начала своим ученикам звонить, узнавать, чтобы мне помочь подготовиться по физике так же хорошо, как я знал химию, и по биологии. Учусь я на факультете медицинской биологической физики. То есть здесь и биология, и физика, и химия. И информатика тут тоже даже есть на хорошем уровне. У меня на факультете очень много ребят, которые поступали сюда с олимпиадами по математике, по физике. Вот, и им химия дается сложно. Потому что химия это даже в школе самый сложный предмет. Не все математики понимают, даже самые гениальные математики не все понимают химию, и гениальные физики не все понимают химию.
Мне кажется, больше всего в химии развивает творчески это проделывание опытов. То есть, когда эксперимент представляется не в голове и не читается по книжке, а когда ты его делаешь своими руками. Когда ты уже сам можешь выбирать, сколько смешивать соли и кислоты, чтобы получить более бурную реакцию. Благодаря достижениям в Олимпиаде по химии меня пригласили отбираться в сборную России на международную Олимпиаду. Мне уже нужно было готовиться по физике и по биологии. Лиза Кемовна здесь тоже мне очень помогала, находила преподавателей. И я, собственно, выбрал вот этот вуз, МФТИ, вступил в факультет медицинской биологической физики. Как раз медицина, биология и физика. Здесь. Ну, такой дзен я мог ощутить, когда учился у Тимура. Он мне что-то рассказывает, и там органика какая-нибудь. Вот когда дает знания, да? Да, дает знания, я понимаю, это так работает. И у меня такой эйфория выделяется, ну, очень классное чувство. От понимания. Да, а теперь, когда я что-то объясняю, я вижу, как у людей это происходит. Ну, это очень приятное чувство. Еще вдвойне приятнее. Что ты раньше это мог ощутить, а сейчас ты понимаешь, что вот человек, которому ты что-то объясняешь, он тоже это может. Он тоже чувствует это. Как проверяли строение веществ? С помощью химических реакций. Как вы понимаете, на химических реакциях, чтобы увидеть конкретность. Ну, Олимпиады это же... Чтобы выиграть Олимпиаду любого уровня, ну, прежде всего, конечно, университетского, мирового, нужно и каждый день уделять этому там 4-5 часов, заниматься только этим предметом. Это невозможно, если ты заставляешь себя заниматься. Это именно радость познания. От того, что ты долго сидишь днями, неделями над какой-то задачей, которая потом раскрывается, и ты понимаешь, насколько там все было просто. Вот оно, вот это вот есть олимпиадное движение. У Лизы Кемовны было, говорят, чутье на олимпиадников. Что это такое? Чутье на олимпиадника. Ищейка, да? Ну, это точно приходит с годами. Я не могу похвастаться. То есть мы иногда вкладываемся в ребенка, думаем, что вот он победит на Олимпиаде, а выстреливает совсем другой. Нет, мы советуемся, как вот поступить. Если есть проблемы, то мы сразу бежим к Лизе Кемовне, да, как вот здесь вот поступить. Потому что одаренный ребенок — это, в принципе, и особые отношения, особые проблемы тоже. То есть в этом плане знание людей, понимание людей, оно у ребят интуитивно оно есть, но опыта понимания такого, которого с кем нету, но это не значит, что у них не разовьется, а это будет с годами. Я преподаю 15 лет, не скажу, что вот у меня вот такое чутье, не могу похвастаться. Вот это правило к подобному, оно начинает работать, потому что мы видим, что ее ученики с ней часто встречаются, общаются. Даже те ребята, которые закончили, приличное время назад, не будем напоминать там о годах, и это, конечно, особо подкупает. Видно, что это не по понуждению делается, а в силу таких внутреннего чувства, внутреннего долга ее учеников. Конечно, это очень сильно подкупает. И хочется равняться на таких людей, безусловно. Она объединила вокруг себя именно людей, которые передают вот то, что она заложила из поколения в поколение, потому что у нее уже не одно поколение учеников, и ученики поддерживают друг друга и поддерживают связь между собой. И многие пошли по ее стопам. Она видела людей, и она понимала, кто пойдет дальше, а кто не захочет идти дальше. Она понимала, кому надо было дать пинок, чтобы он пошел дальше. Она все это очень тонко чувствовала. И сейчас продолжает чувствовать. И сейчас даже к ней приходишь, она только, бывает, откроешь рот что-то рассказать, а она уже сама продолжает. То есть в ней это есть. Я не знаю, что это сверхспособности или это опыт, уже приобретенный годами. А ведь интуиция — это, по сути, тоже же опыт. Это не нечто, с чем мы родились. Но она действительно этим обладала. И очень много моментов, которых она мне лично предсказывала, и они сбылись. И было много моментов, в которых я не послушала ее, не в плане учебы, наверное, а в плане жизни, и они тоже сбылись. Но она мне никогда не говорила: я же тебе говорила. Нет, она, да, так получилось.
Вот, ну да, она этим обладает и по сей день. Ну, я хоть и ученый, и верю в те факты, которые можно доказать, потрогать, пощупать, посчитать, но тем не менее это есть. Я не буду это отрицать. Потому что иначе как? Ну, действительно, она ведь, по сути, когда выходила туда, вот за свой стол, ее было видно не очень много, потому что она маленькая, низенькая, хрупкая, но она ведь нас держала. И мы были не одни. И это безумная харизма, это безумная энергия, это безумная способность удерживать вот этот вот шквал детских эмоций. А я считаю, это самая сложная, честно говоря, профессия. Я бы, наверное, в жизни не пошла бы в учителя работать, особенно к маленьким детям. Можно быть и ученым, можно достигнуть высочайших точек, высочайших должностей, но главное, чтобы не терять человечность, чтобы к людям с душой всегда, с открытой душой, чтобы понимать людей, чтобы понимать окружающих. Она же вот так вот учила. Она детям говорила, когда вы обращаетесь к женщине, вы всегда думаете о том, что если вы нагрубили, что вместо этого человека может быть ваша мама. Вот понимаете, вот это вот просто человеческое сравнение, это очень важно. Я себе это на заметку сразу взяла. И потом своим ученикам точно так же говорила. Ну, много таких вот вещей, таких вот мелких вещей, на которые, может быть, ну, в быту не обращаю внимания, может быть, они банальные, а для детей это вот остается в ушах и в голове. Начала работать в 8 классе, новый класс, и там сидит мальчик. Говорит, что этот Калашников Игорь на уроке не сидит он. Не умеет сидеть на уроке, говорят. Калашников? Калашников Игорь. Говорит, что Это он... в какой школе он? В 27-й школе. Говорят, что он вообще не сидит на уроке. Парень шустрый, как ртуть такой. И он увлекся химией. И стал посещать уроки химии хорошо, не пропускать уроки химии. Когда мы проходили тему малахит, я им показала малахит, цвет малахита, все, что опыты делала. И я сказала, что я люблю цвет малахита и малахит люблю вот такой. А вы знаете, Игорь говорит, что я вам сделаю малахитовую шкатулку. Обещал, в 8 классе это было. Обещал. Ладно, Игорь по химии хорошие успехи, нормально. Потом он окончил авиационный институт, стал уже как школьник более-менее такой. Ну, активный такой был. По коридорной системе обучения у него было иногда. Но парень был способный, одаренный парень. И прошли годы, я уже забыла про это. И через 25 лет он мне принес вот эту, сам своими руками сделал, вот эту шкатулку он мне принес, вот эту. И они пришли вместе Калашниковой Галей, одноклассницы тоже, вместе в одном классе учились. Галя сейчас, по-моему, в образовании она работает. И вот с Галей Калашниковой пришли они все вместе, и вот он мне подарил. Это мне очень дорогая шкатулка, потому что Игорь, парень был особенный, он сказал, когда принес, вы мне помогли стать вот кем сейчас, кто я есть. Вот такой благодарный парень. Извините, что мы вас не пустили. Да ничего, нормально, Потому что они меня снимали. Давайте, проходите, Я пожалуйста. только на 10 минуточек, Давайте, потому давайте. что уже ждут Раздевайтесь. к часу. Она у меня бывший директор школы, потом все, ну, все вот так теперь уже нашу систему курирует. Алена Михайловна, это у меня. Давайте. Давайте, вас, мне неудобно. Бог послал мне вас. Я так хотела. Я вас не вижу. Это небольшой гостиниц на Новый год, ладно? Ой, чай спасибо. попьете. Спасибо. Спасибо большое. Идемте сюда. Алена Михайловна, пожалуйста, проходите сюда. Лиза Киямовна еще же не просто учитель химии в образовательном учреждении, не только народный учитель РБ и РФ. Для нас она еще почетный гражданин Октябрьского района. Это первый человек, один из первых людей, который получил эту награду в Октябрьском районе. И для нас очень важно, очень почетно, что такие знаменитые люди Лиза Киямовна проживают на территории Октябрьского района. Вот. Мы желаем, конечно, долгих лет, Лиза Киямовна. Памятник обязательно мы с вами дождемся. Он обязательно будет. В будущем году здесь, вот на Гагарина 44, начинают делать сквер учителю. То есть подготовка сквер учителю. И мы надеемся... Зорги 44, да. Зорги 44, да. И мы надеемся, что вот мечта Лизы Киямовны обязательно сбудется.
Вот, я очень эмоциональная. Я 2-3 слова хочу сказать, Алена Михайловна. Вы знаете, к нам пришла новая директор школы и зашла ко мне в лабораторию и говорит, я вам сделаю тепло. У меня в кабинете было 8 градусов тепла зимой. Ой, думаю, наверное, опять же, обещали, это, наверное, тоже не сделает. Я уж так мимо пропустила это все. И вдруг, представьте себе, она сделала это тепло. Она меня согрела, детей согрела. Огромное дело она сделала вот этим. Вот я никогда-то не забуду. Со слезами я встретила это тепло. Такая молодец она. Самое главное, если кабинет биологии нет тепла, библиотека нет тепла, у меня нет тепла, 8 градусов. Директор школы, вот молодая, пришла и сделала это тепло. Это очень большая забота. Я в валенках ходила, я сняла эти валенки, сняла я теплую одежду, и таким образом у меня в кабинете и в школе стало тепло. И второе, когда звонок подает, и наверху часы, смотрю, нету, нигде нету. Я зашла к ней в кабинет, говорю, Алена Михайловна, пожалуйста, говорю, у меня просьба такая еще, говорю, сделайте, пожалуйста, часы, где звонок подают, у входа нет часы, часов нету. И вы знаете, представьте себе, везде стали часы, у меня в лаборатории, в химкабинете, везде, и звонок подает. Так были мы благодарны, что мы время видим. Вот такие добрые дела она сделала для нас. Вот эта функция директора, чтобы мы были в тепле, чтобы у нас были условия. Это всегда она старалась. И сейчас тоже она постоянно заботится обо мне. Все праздники приходит со мной, знакомится, спрашивает, чего не хватает, как, что, к чему. Вот там внизу у меня был там грязно было в подъезде, страшно было. И я попросила Алену Михайловну, и мигом сразу же сделали внизу вот такой, может, небольшой ремонт, но сделали. Теперь у входа хорошо, я всегда, когда захожу, всегда вспоминаю Алену Михайловну. Спасибо ей большое. Нет, функция руководителя действительно создать учителю условия, потому что именно учитель дарит свои силы, внимание, знания ученикам. Да. Будет комфортно учителю, значит, будет хорошо учителям, детям и родителям. Спасибо, Лиза Киямовна, вам. Ладно, я побегу. Спасибо. Лиза Киямовна, смотрите на новогодние праздники, я здесь, если что-то нужно, обязательно звоните. Вот видите, она всегда, это не просто голословно, это не голословно, это действительно она так делает. Это такая забота у нее всегда. Все праздники, любые праздники, или день рождения, или 9 мая, или всегда. Вот всем надо пример брать с нее. Это ведь не я одна, у нее еще есть, кроме меня еще есть. Я ведь не одна, таких, как которых заботится. Спасибо большое. Спасибо. Алена Михайловна, чай не будет? Нет. Конечно, она встречалась с родителями, и в частности, например, меня, чтобы убедить меня учиться в другом городе. Вот как-то она произнесла такую фразу, что тебе бы надо бы поступить или в Санкт-Петербург, или в Москву. Пришла к моим родителям, посоветовала, и вот я, получается, по ее совету уехала учиться, поступила в Санкт-Петербургский государственный университет на химический факультет. Вот и там я отучилась. Со мной она даже дополнительно занималась, вот поэтому здесь, наверное, больше ее заслуга в том, что я вот там училась. Это, наверное, Божий дар находить олимпиадников. Не у всех учителей это есть, но у нее вот это было. То есть она вот видела каким-то образом, я не знаю, как она видела детей, но находила всегда тех детей, которые впоследствии занимали высокие призовые места. Ну, я не скажу, что я вот всю методику до конца ее поняла, потому что у меня таких результатов замечательных, как у нее, нет. Мне больше нравится экспериментальная работа, я больше люблю работать с детьми в плане вот эксперимента. Потом Октябрьский район стали меня приглашать к себе, уговаривать стали Октябрьский район. Это был Советский район. Приглашать стали.
И я решила так. Значит, я там проработала 25 лет, в 27-й школе. И я решила так. У ученицы моей скончался муж, она окончила Ленинградский университет. Она приехала сюда, и я решила оставить Наташу в 27-й школе. У меня ученица очень грамотная, очень хороший характер, хороший. И сама решила перейти с условиями 42-й школы. Потому что мне уговаривали, говорили, что там все условия для меня есть. Значит, полностью гарантировали все, значит, готовить мне олимпийцев. И вот я решила туда перейти. И получилось так, что заявление свое о переводе принесла директору, значит, Фидалии Гатятовне. Я ей положила перед педсоветом. Она говорит, что она на меня смотрит и молчит. И педсовет не начинает. Спрашивает, Фидалия Гатятовна, давайте начнем педсовет. Уже Тамара Ивановна спрашивает. Фидалия Гатятовна показывает мои заявления. И тут сразу же учительский коллектив полностью встали. Просить меня, чтобы я не уходила. А я, значит, заплакала я. Но в то же время я уже Наташе обещала, что это место, она недалеко живет, у нее ребенок есть. Ну вот, пришлось вот таким образом уйти. Вот 56 лет было мне. Лиза Киямовна очень часто на уроках приводила вот примеры из своей жизни, как она училась, кем она вот работала, потому что жизненный путь ее очень интересен. И помню, что рассказывала она о том, что у них были валенки, одни валенки на семью, и как они вот по очереди, получается, со своими братьями, сестрами, значит, ходили в школу по очереди в этих валенках. Вот этот я хорошо помню. 25 лет проработать, да, хорошо работать и вдруг уйти, да? Ради да. ученицы Тут своей. уже у меня международные золотые медали, тут российские призеры, все время призеры. Вы знаете, я всегда говорю, от добра добра не ищут. Вот это я запомнила хорошо. На своем. Да, на своей шкуре. я пожалела. Но в то же время подружилась я с детьми хорошо. И вот так, еще у меня другая школа, еще есть 2 школы. Стала работать также в воскресенье. Я всю жизнь работала в воскресенье. В воскресенье приглашаю детей. У нас свой мир с детьми, с учениками. У меня кабинет отдельно, дальше других. И мне с удовольствием я с детьми работала. В 42-й школе школа-вуз, мы как раз с Флоридой Хусайновной сделали это все, куда же вы сделали. Конечно, и ректор помогал, потому что ректор был мой земляк, и вот таким образом мы школа-вуз. Очень хорошую систему сделали. Мы начинали с 7 класса, 7, 8, 9, 10, 11, и в каждом классе вели преподаватели вуза. Флорида Хусайновна сама тоже работала. У нас был такой дружный коллектив преподавателей, они до сих пор скучают, до сих пор иногда мне звонят. И вот так мы дружно жили. Все завидовали, как у нас дружный, какой коллектив. И у нас был летний лагерь, мы там работали 2 недели, летний лагерь. Столько детей было там, больше 100 детей, они приходили туда заниматься. То есть у нас была цель, у нас было интересно, и олимпиады, и тем более, что собирали мы из 2 школ. Ну, вот видите, как я бережно все храню. Вот. И вот, знаете, мы еще собирали газетные заметки, которые выходили про нас, про Лизу Киямовну. Конечно, может быть, все не найду. А вот, кстати, статья про Лизу Киямовну. То есть родители, родственники все смотрели, вот про Лизу Киямовну статья. Вот собирали, бабушка собирала. Вот у меня вот целая папка есть. Работали отношения ответственные. Да, потому что все знали, что вот заслуга олимпийцев — это заслуга Лизы Киямовны, и вот вся наша родня вот собирала вот эти газеты, журналы и так далее. Вот наша на первой странице. Это по какому поводу? Тоже просто... Да, вот тетя у меня выписывала этот журнал, она учителем башкирского работает, она говорит, Юрий, там, говорит, про твоего учителя написали. И вот она мне прислала. То есть таких вот, мы собирали их много, вот, собственно, накопилось. Там она тоже. А вот это Ирик Шарипов сам. Да, это я в школьные годы. 11 класс.
Вот поэтому я вот говорю, родственники, бабушки собирали. Лискьямна всегда говорила тоже, что какие родители, такие дети. То есть она всегда хвалила за культуру родителей. Да, к работе, к таланту, это признак того. Да. Нет, у меня вот, причем это все лежит у родителей, они недавно все это как бы убирались, и вот ничего не выбросил, потому что это моя история, моя память. Я там будущим поколениям только передам, может быть. Вот фотографии, кстати, тоже нашел, правда, тут тоже не все. Так, можно показывать тоже, да? Это вот Лиза Киямовна, помимо того, что мы занимались по воскресеньям, еще была летняя химическая школа, летний химический лагерь. Изотоп который? Да, вот это получается фотографии. Вот это разные года, скорее всего. Да, вот получается это вот сейчас профессор из БГУ Зимин, Гарифа Губайдуловна. Вот они, то есть какой был уровень, представляете? Школьникам приходила профессура заниматься в летний химический лагерь. Это опять же, это был первый такой опыт. Это мы на Олимпиаде в Ульяновске, 2001 год, наверное, да, это я в 10 классе, а Юлия Хейфиц в 9 классе. Вот, тогда Лиза Киямовна с нами ездила. Это вот оргкомитет, это МГУ, тут из МГУ были профессоры, Лиза Киямовна дружила с деканом химфака МГУ. Представляете, какой уровень. А вот это тоже из МГУ, с химфака. И вот это тоже, насколько я помню, Ульяновск, наша команда. А нет, это я и Оренбург и Самара. То есть вот мы настолько там дружно все общались. Это в Чувашии мы были, в Чебоксарах. Тоже в Чебоксарах. Фотографий много на самом деле. Да. Это вот моя первая Олимпиада всероссийская. Здесь, правда, Лиза Киямовна не смогла поехать, но поехала преподаватель из Нефтекамска. Вот эта девочка, Оля Карпусь, она сейчас в Голландии живет, в Нидерландах. Защитила там кандидатскую диссертацию, должна вот скоро приехать. А это вот первая башкирская Олимпиада моя, 10 класс, получается, раз Оля есть. Вот Оля тоже. Мы на награждении. Во всех школах химия начинается с 8 класса. Но мне помнится, что Лиза Киямовна к нам в класс пришла в 7 классе, а может быть даже в 6 классе. Тогда я учился в мат-классе, и знаете, я очень хорошо помню этот день. Мы сидели на уроке, и зашла нам в класс женщина невысокого роста. Очень такая общительная, дружелюбная. Вот. Она, кстати, всегда умела находить общий язык с детьми. Она всегда очень легко с ними общалась, с детьми общалась. И она предложила заниматься химией в кружке. То есть тогда был организован, видимо, кружок химии. Вот это был 6-й, или, скорее всего, был 7 класс, потому что химия с 8 класса мы изучали. Мы записались, там часть класса. И вот на этих факультативах, на этих кружках нам показывали опыты химические. И вот я до сих пор помню эти опыты, потому что самое красивое в химии тогда для меня это был опыт. Красочный, яркий. Причем сначала нам показывали опыты, потом даже мы перед своими одноклассниками с другом тоже часть там реактивов. Что-то взрывать, наверное, еще хотели? Не взрывать, это эксперимент называется «Извержение вулкана». Очень красивый опыт. То есть там насыпаешь такую горочку с бихромата аммония, поджигаешь, он так красиво, как вулкан извергается, и как будто лава растекается. Вот мы попросили, помню, Лиза Киямовна, наверное, об этом не знает, мы у студентов, практикантов попросили этот реактив, и на школьном дворе нашим одноклассникам показали. Вот, а потом у нас даже была сценка перед классом, тоже вот, кто ходил на факультатив по химии, мы выступали, то есть тоже проводили опыты химические. Вот это было наше первое знакомство. А потом уже в 8 классе, когда у нас началась химия, я тоже помню этот момент, что я заболел. И вот первые несколько недель я не посещал химию, и когда даже был тот такой момент, когда я вышел после болезни, и не все с первого раза начал понимать. Вот. Тогда нагонял сильно. И помню даже свою первую ошибку, которую Лиза Киямовна до сих пор помню, она мне об этом говорила. Там я неправильно написал химическую реакцию. Она мне объяснила, как нужно правильно написать. Вот. Это был 8 класс. Когда мы только пришли в этот класс химический, вот этих окон не было. С той стороны зашли. Было в классе ужасно холодно. То есть мы мерзли. Опять же, занимаясь по воскресеньям зимой, мы мерзли тут, и поэтому, я помню, Лиза Киямовна была шаль, она всегда из лаборантской входила в шаль.
зимой, потому что было холодно, вот при ней эти окна поменяли. Вот эти таблицы, вот эта таблица Менделеева, ряд отрицательности металлов, ряд напряжений металлов, растворимость, это все было сделано при нас. Это, получается, 8-9 класс, наверное, даже. То есть это наш родительский комитет, у кого-то был в типографии, видимо, знакомый, вот родительский комитет все это покупал за свой счет и оборудовал этот класс. А потом уже, когда мы уже выпустились, парты поменяли, причем линолеум, по-моему, с тех времен и остался, мне кажется. Парты, причем химические, это бывший ученик Лизы Киямовны организовал. То есть вот эту парту, химический стол преподавателя, это все заслуга тоже Лизы Киямовны и ее учеников. Вот как бывший ее ученик, бывший олимпиадник, я по воскресеньям сюда приходил, занимался с учениками, мы с Лизой Киямовной разговаривали. И причем, знаете, мне это помогло, потому что я потом дальше стал преподавать, и я уже более свободно чувствовал себя на публике. Мне кажется, цветы тоже, скорее всего, Лиза Киямовна очень любит цветы, наверное, дома у нее видели, сколько у нее цветов. Вот, и это при ней, как они были, так они и висят, то есть до сих пор все живые. Вот. Так, это лаборантская, наша лаборатория. А тут были, сказали, учебники Лизы Киямовны. Я даже сейчас помню автора. Аганесян, по-моему. Вот так же могли спокойно встать, зайти, взять учебник на занятии, сесть и заниматься по нему. Это вот были как бы учебники общего пользования. Вот здесь у Лизы Киямовны раньше были учебники, которые ее личные. Здесь у нее была огромная библиотека, вот здесь и здесь. Получается, были учебники газетные, вот эти вырезки, «Химия и жизнь», журнал. Вот. И там же на одной полке стояли чашки. Мы пили чай, то есть мы когда занимались, девчонки сразу прибегали, доставали чашки. Тут у нас был электрический чайник, который Лиза Киямовна опять же свой счет все купила. Чай, сахар, сладости. И все дружненько перед Олимпиадой пили чай. У нас была традиция. Перед Олимпиадой районной мы собирались здесь вот на крыльце все вместе и отсюда шли на Олимпиаду. Когда мы ездили на Олимпиаду, мы же ездили на автобусе, на поезде, у нас тоже была традиция. Мы в пути повторяли тривиальные названия. То есть это не химические названия соединений, а тривиальные названия. Допустим, вот сульфат меди, медный купорос, там, магния сульфат, горькая соль. То есть вот такие вот, я до сих пор их помню. Народные названия. Да. То есть Лиза Киямовна нас проверяла, у нее была книжка, и потом она купила книжку, а до этой книжки такая же была табличка рукописная ею. Вот она нас опрашивала в дороге, либо мы друг друга опрашивали по этой табличке. То есть такая дружина у нас была. Хотя вот тоже, это наши же... Да, это ваша, как называется, раскладушка. Давайте-ка посмотрим. Тут еще интересные вещи, вот по порядку мы хотим тоже О, снять. тут даже мои фотографии есть, слушайте, которых нет у меня. Да, они поменяли. Так, мне бы правильно положить. Да, вот это получается у меня первая олимпиада зонального этапа, 9 класс. Она проходила в Йошкар-Оле. Кстати, здесь написано про Гарифуллина Булата. Мы с ним параллельно учились в аспирантуре. Это бывший ученик Лизы Киямовны, он, правда, из другой школы. Но вот мне... Это причем первый, по-моему, ее первый международник, ученик, который получил международную золотую медаль по химии. Он выиграл Олимпиаду. Вот я с ним учился в аспирантуре вместе в университете. Это Ренат Гилизиддинов. Он разрывался, он занимался коньками тогда, конькобежным спортом и химией. И там у него были успехи. Это вот Хейфец Юлия, она сейчас в Москве, кандидат наук, насколько я знаю. Таня Рогожнева, да, она врач, тоже по образованию наш мед закончила. Это наша команда. Получается, Ренат 11 класс, я 10 класс с Маратом, а Юля с Таней 9 класс. Кудашева Флорида Хусаиновна, на кафедру которую мы ходили заниматься. А это вот Вива Михайловна, которая нас учила как раз титровать. Зимин Юрий Сергеевич. Это наш класс. Это как раз вот первый наш химико-биологический класс. Это мои одноклассники. Так, это урок в нашем классе. Вот как раз а вот смотрите, таблица другая. Это сейчас нет таблицы. Вот та таблица, которую наш комитет купил. Вот я сижу на первой парте, где-то 10 класс, на 11 классе на другой парте сидел. Вот как раз занятия в лабораториях на химфаке Вива Михайловна ведет. Это наш очередной летний химический лагерь.
Изотоп, который... Да, он же проходил ежегодно, то есть каждый год мы в нем участвовали. Это уже младшие девочки, это тоже наш класс. Нас много, потому что мы были первыми у Лизы Киямовны, поэтому, видимо, самый запоминающийся. Когда была директором Альбина Касимовна, Лиза Киямовна с ней ездила в Москву на вручение Народного учителя России. Владимир Владимирович Путин ей вручал медаль. Да, вот как раз-таки Лиза Киямовне Владимир Владимирович вручает звание Народного учителя России. Вот. Это как народный артист. Да. То есть она народный учитель. Мне кажется, это высшая награда учителя, которая может быть. Это как раз о ее заслугах и говорит. Я вообще с Лизой Киямовной вот, познакомилась именно в 42-й, когда стала заместителем директора по научной работе. Вы сидели у нее на уроках? Ну да, конечно, я была на ее открытых уроках. Мы с ней вместе готовили очень интересные, в то время это была редкость, научно-практические конференции для школьников. Лиза Киямовна приглашала профессоров, очень известных преподавателей Башкирского государственного университета с кафедры из химии. И вот эти вот преподаватели, профессора, представляете, они занимались с нашими ребятами на равных, как со студентами. И это вот вообще это восхищало. Это было вот очень удивительно, очень изумительно. Вот отсюда вот она, это ее идея была, вот подача, вот как вот построился мост между школой и высшим учебным заведением. Как можно было вот дружить с кафедрами, ну в данном случае вот с кафедрой химии. Вообще замечательный преподаватель. Мне самой было очень интересно с ними общаться с Лизой Киямовной. Друг у сына был, он занимался химией, и Лиза Киямовна предложила: Альберт не хочет прийти. Ну, Лиза Киямовна, она увидела, что немножко ленивый мальчик, что успехи может достигнуть, но с ним немножечко нужно работать. То есть ребенок пришел и сказал: мама, я хочу учиться в химклассе, буду поступать на химический факультет. Он говорил: мама, надо что-нибудь вкусненькое с собой взять. Я говорю: почему? Вы куда-то собираетесь? Он такой говорит: нет, Лиза Киямовна нас чаем поит, мне просто неудобно, надо тоже гостинцев с собой взять. То есть вот такие вот человеческие отношения. И, конечно же, все родители, чьи дети у Лизы Киямовны учились, тоже так же по-человечески относились. Лиза Киямовна же, она и нас, как мам и пап, воспитывала. После Нового года начинается республиканский этап химической олимпиады. Она нам звонит и говорит 31 декабря: не вздумайте ездить в гости, отпускать ребенка гулять, вдруг он вот пойдет, подскользнется, упадет, очень скользко на улице. Берегите у ребенка здоровье, понимаете? Ну как вот ее не любить? Вот так вот мы с ней подружились. Сначала по работе, а потом уже, ну, как мама ей очень благодарна, потому что именно она моему ребенку привела добрые чувства. Среди моих учеников есть учителя химии. Их немало. Я хочу говорить именно об одном из учеников, который продолжает мою методику и мою работу. Это Угумеров Айнур Мансурович, который работает в РИЛИ. Он учился у меня и всегда выделялся скромностью. Когда в 10 классе, когда Олимпиада была, он ко мне подходит и говорит: вы знаете, говорит, что мои баллы, говорит, поставили чешминскому мальчику. То есть нас, говорит, местами поменяли. Его баллы, говорит, у меня, а мои баллы, говорит, у него. Чешминский мальчик-то получил диплом, а Айнур у меня остался без диплома. Потом стали проверять, действительно так. У него самые высокие баллы по эксперименту. Это 2-й тур. А у того мальчика баллы-то совсем небольшие. Но он получил диплом. Я подошла к председателю жюри Флориде Хусайновне. Она сказала: давай с Петрушиной поговорим. И нашли все, ошибку нашли. Что сейчас делать? Мне предлагают, что давайте незаметно оставим, иначе, видимо, будут неприятности.
А мы химфак его примем, потому что если с этим дипломом можно поступить, хоть химфак можно поступить, хоть в мединститут, хоть куда можно поступить с этим дипломом. Я сказала, что нет, я не соглашаюсь. Принципиально. Принципиально. Потому что как же ошибку надо исправить. И действительно я настояла на своем, и диплом ему дали. Вот таким образом. А до этого он постеснялся сказать, что такой скромный, постеснялся сказать, что его баллы поставили чешминскому мальчику. После вручения дипломов только он сказал мне об этом. Он, видать, переживал очень сильно. Ну, переживал очень сильно. Он такой скромный, молчал, это все. Но все-таки мы диплом-то мы получили тогда. Вот этот ребенок у меня учился в химфаке, учился прекрасно и начал работать в лицее вместо меня. И теперь он всю ту программу, какую мы по урокам разработали мы с ним. Там работает еще одна моя девочка еще, Айслу Мухаммедянова работает. В этом лице тоже моя ученица, с девочками она работает. Это девочка. Значит, там вот Айнур Мансурович и Айслу Мухаммедянова работают там двое. И они по моей программе работают. Все уроки мы разработали, как я вела в каждом классе, начиная с какого класса, что заранее надо заниматься, это мы тоже с ними уже знаем, изучили. То есть полностью они продолжают мою методику, мою программу. И мне очень отрадно, что есть продолжатели моего дела. Это для меня это очень хорошо. Сейчас помогают вот эти ребята, которые и Тимур, и Ягудин, и так далее. Все ребята, они помогают, продолжают. И вся моя большая библиотека тоже у них там, конечно, без этих книг, без этой библиотеки тоже было бы трудно. Вот то, что я разработала все, то есть что я получила, все я передала им, этим ребятам. Это, конечно, хорошо, что они продолжают мою работу. Но у меня есть один больной вопрос. Умеров Айнур Мансурович 2 детьми живет на квартире. Снимает квартиру, и зарплата уходит на... Значит, зарплату за квартиру идет. Я ходила, когда была министром Шафиковой, я ходила, попросила, чтобы какой-то льготы, что-то ему делали. Но особенно он просит где-то земельный участок. Он хочет построить себе дом. У него есть родственники, и у жены есть родственники. Они говорят, что из Бурзяна они хотят им построить дом, свой участок. Я ходила, значит, в Курултай, башкирский я ходила, обращалась. И обращалась и нынешнему министру тоже. Обратилась, я об этом обратилась. И обратилась еще, курирует образование Ягафарову. Тоже обратилась. Ягафаров меня хорошо поддержал. Он сказал, что поможет. И все, вот кому я обращалась, все обещали, что помогут. Но никто еще до сих пор еще не помогает. Как вот у меня памятника до сих пор еще нету. И где жить, у меня Айнур Угумерову тоже нету. Угумерова приглашает к себе на родину. Там тоже строит такую школу, полилингвальную тоже школу строит. Он ведь уроки может вести на английском. Химию он знает на английском. Он учился, когда турки вели на английском. Я ведь повторно только вела у них на русском. И вот парень-то такой способный, работает хорошо. У него очень высокие организаторские способности. Ему никогда не лень ездить по городам, по олимпиадам. Он то, значит, в Новосибирске, то в Магнитогорске, то в Казани, то в Москве, то, значит, в Саранске, то куда. Он постоянно ездит по олимпиадам с детьми, с учениками. Организатор, он очень хороший организатор. Например, мне, ездить было трудновато, а он нет. Ему хоть когда скажешь, он в любое время, он может ездить с детьми на любую олимпиаду. Он даже слетал в Америку. Там с ребенком научным трудом они выступали. Тоже там получили медаль тоже. Вот такой молодой человек. И вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы у него были условия, где жить.
у него 2 детей. И вот как уже мы не будем поддержать вот таких молодых учителей? Я вот очень переживаю, очень беспокоюсь насчет Айнура, где он будет жить. Он именно земельный участок он хочет, чтобы построить, он хочет себе дом хочет построить. И хорошо было бы, конечно, если у него был бы дом, и потом он привык в деревне у себя жить. Тоже так же парень-то деревенский, он все умеет делать. Вот как бы хорошо было бы ему вот это. Я прямо обращаюсь к руководителям, чтобы Гумерову Айнуру Мансуровичу все-таки помогли земельным участкам, чтобы он смог построить себе дом. Она мой учитель по 27-й школе. Она меня учила в 27-й школе, преподавала у нас урок химии. Поэтому с Лизкой Ямной я уже знакома 39 лет. Помнила всегда Лизку Ямну, потому что она такая неунывающая, добрый, заботливый учитель. Она очень любит детей, очень о них заботилась, всегда как бы сопровождала детей и с урока, и на урок встречала. Всегда было очень замечательно. Встретили очень радостно ее, потому что знали, что пришел такой учитель, ее как раз пригласил к нам в лицей Равиль Абдулович, тогда еще был директором у нас. Лизка Ямна, когда начала работать, у нас уже были, конечно, олимпиадники, но с ее приходом у нас детей очень много стало, и на всевозможного уровня. И республика, и Россия, и призеры, да, призеры, стипендиаты. Очень много она ездила с этими детьми, возила их. Очень много помогал муж Лизки Ямны, Фаниль Габдулович, детей сопровождал, возил на олимпиады. Поэтому у нас вообще эта работа шла так, знаете, прям с ее приходом мы были очень рады. Да, кабинет, она свой оформила, таблицы, она там заказала такие замечательные таблицы. Оформляла она кабинет, цветы она всегда расставляла, очень любила зелень, очень любила, когда тепло в кабинете, любила, когда дети приходили счастливые, каждого обнимала, встречала, рассаживала за парту. В том году она приходила к нам, значит, у нас проводился добрый урок, и приглашали ее ученики химико-биологических классов. И вот она, значит, дала добрый урок. После этого было столько звонков, и родители, и дети с благодарностью ей отвечали за то, что еще хотят, чтобы она вернулась, чтобы еще провела добрый урок, и чтобы не оставляла нашу школу. Вот хотя у вас, вы видите, учителя химии, но сегодня урок не будет по химии. Не о химических формулах будет. Сегодня урок будет, как я говорила и в Кремле, урок доброты, урок патриотизма, нравственности, наставничества. И мы с вами будем говорить об этом вместе. Мне повезло с учениками. Вы знаете, учителю это гордость, когда ученики учителя лучше стали, лучше работают, лучше ведут уроки. Вы знаете, вот в этом я могу немножко похвастаться, это учитель присуще, рядом стоит ваш учитель и мой ученик, кандидат химических наук, призер республиканской олимпиады и ваш учитель, который у вас ведет уроки. Он не только ведет уроки, он очень активно работает. Он сегодня в Самаре, завтра в Казани, послезавтра в Новосибирске, где-то и в Америке. То есть он постоянно с детьми ездит. И вот столько я не могла ездить, как он. Молодец, он работает прекрасно, не работает. Конечно, работает бескорыстно. Вот что для нас и главное. Так. И рядом у меня... Я, конечно, называю Азгат, но для вас он Азгат Султанович, это Ягудин, тоже ученик Айнура Мансуровича, но частично и мой ученик. Это мой любимчик. Это правда. Учителей вот так бывают любимчики, так что, может, и не положено, но у нас бывает вот таким образом. Он тоже у вас ведет, занятия ведет, готовит вас, и добросовестно он всегда трудится, мне помогают они. Вот знаете, это отличный вариант для учителя, когда ученики превосходят этого учителя. Закончив университет, я в 2009 году пришел сюда учителем. Она в это время здесь преподавала дополнительно, то есть мы вместе работали с учениками.
И в первые годы, я помню, я приходил прям вот с конспектами, с учебниками к ней домой и записывали, как вот 8 класс, первую четверть как давать, вторую четверть как давать. И я смотрю же, авторские программы, рабочие программы и так далее. У Лизы Киямовны она свое, особенно авторская программа, не по параграфу. То есть, если посмотреть учебники, темы вроде бы одни и те же, химия одна и та же, да? Но тот порядок, который она дает, именно те акценты, которые делает, она все вот эти вот моменты мне рассказала. То есть я сам это учился, я это не понимал. А когда уже начал преподавать этого, она мне показала, на какие моменты делать акценты. То есть можно сказать то, что я пришел и без никакого опыта и стажа, я сразу получил 50-летний стаж, как преподавать, на какие внимания обращать, какие задачи лучше брать. Часто школа отмечается с хорошей стороны, если в этой школе есть учитель года, если олимпийцы, победители. В основном отмечаются вот такие стороны. Я бы сказала, что не только этим славится школа, педагогическая работа, но с работой именно отличается трудными детьми. С детьми классов коррекции, с детьми-инвалидами. Вот эту сторону надо обратить внимание. Допустим, у нас вот в 42-й школе были классы коррекции. И там работала у нас Венера Амировна Батырова. Вот всегда эти классы коррекции, класс руководства давали ей. Она с этими детьми находила общий язык хорошо. Она может с ними и петь, она может с ними организовать разные экскурсии, она может с ними и плясать, она может быть. То есть настолько она с ними от души работала, я всегда следила за ее работой. И сама тоже брала в этих классах коррекции уроки. И эти дети, они, знаете, они настолько, они добрые, их только стоит что сказать, вот ты молодец, вот это как ты сделаешь, вот это хорошо, у тебя тетради. И стали они соревноваться, у кого лучше красивые тетради, кто отвечает у доски хорошо. Вы знаете, я всегда стала брать тоже уроки химии в этих классах с Венерой Амировной. Вот это настоящий педагог, который находит общий язык с детьми и инвалидами, и в классах коррекции. Вот это надо учитывать. Я сам учитель химии. В то время я еще был студентом и проходил практику как раз у Лизы Киямовны. Для меня это был удивительный опыт. Во-первых, человек, который полностью отдается профессии, искренне относится вообще к своему труду, обожает детей, и самое главное, дети отвечают ей взаимностью. И важно, что она находит подход абсолютно к каждому ребенку. Каждый раз, когда она ко мне приходит, мы начинаем обсуждать вообще в целом проблемы системы образования нашей республики. Она каждую проблему выносит как свою сердечную боль. Не каждый учитель так старается добиться результатов в своей профессиональной деятельности, выкладывая полностью себя, выворачивая наизнанку, чтобы его дети, его ученики стали успешными в этой жизни. Этот памятник я просила первому учителю в 2012 году, когда мне вручали почетную грамоту. Там были как раз учителя, преподаватели были. Я предложение сделала тогда Семивеличенко. А учителя сразу сказали, давайте соберем деньги. Он сказал, что нет, у нас деньги есть, мы памятник учителю, первому учителю поставим. Он сказал. Ну, потом пошла тишина. Потом я в Кремле просила, раз такой удобный случай, в Кремле тоже просила. Ну, Путин тоже дал согласие, поддержал меня. Мне сказали, что он сюда и дал предложение тоже так же, потому что бегущей строкой я видела, телевизор я видела, бегущей строкой, что первому учителю поставит памятник. Но опять была тишина. Но, наконец, в этом году меня поддержал Ради Фаритович. Мечта, давнешняя мечта открытия памятника учителю в городе Уфе. Это давно мы все мечтаем. Она первый инициатор, первый организатор этого. Вот, тоже мы мечтаем. Это тоже сделает она. Понимаете? Потому что
Я уверен в этом. У нее есть очень еще один очень важный для нее и вообще, считаю, для всего педагогического сообщества проект. Это памятник учителю. Я уверен, что сейчас мы при слиянии всех, наверное, потенциала всех абсолютно участников, и Министерство образования очень активно включилось в этот процесс, мы все-таки создадим и откроем памятник учителю в Уфе. Потому что с учителя начинается, собственно говоря, жизнь. Положительные нужны примеры, хочу сказать. Вот тот фильм, который вы сейчас снимаете, это на самом деле замечательная вещь. Дети его будут смотреть. И они увидят позитив. И не обязательно это надо показывать только в школах, где работала Лиза Киямовна. Работает и работала. А это надо показывать во всех школах абсолютно. Учителя должны увидеть этот фильм. Потому что она наставник для учителей. Она, наверное, путеводитель. Это пример для подражания. У нас воспитание было на уровне. Мы это еще сами, оказывается, не знали, кто мы такие. Вот сейчас, после, как 90-е годы, вот этот вопрос отпал. Пионера нет, комсомол нет. Потом классные часы тоже так себе. Потом у нас были родительские университеты. Собирали родителей, и мы их тоже учили. По очереди учителя выступали. Кому какая тема, кому какую тему распределяли из общества знания. И мы выступали. То есть мы не только детей воспитывали, но и родителей воспитывали. Настолько было воспитание на высшем уровне. Было. Вот сейчас я об этом, каждое мое выступление по телевидению или по радио, или где бы то ни было, я говорю об этом. И в Кремле я говорила об этом тоже. В первую очередь надо поставить воспитание. Воспитанный ученик, он и знает, что учиться, он знает, как жить, он и надежный гражданин своей страны. А вот если сказать, что невоспитанный отличник, он получает знания, да, убегает, в другую страну убегает. Вот, допустим, мне несколько раз предлагали то, значит, Татарстан, то Саранск, то предлагали в Турцию. Нет, мне моя своя Башкирия нравится, Башкортостан. И мы привыкли так. Это наша родина. Мы знаем, что мы обязаны. Вот сейчас, как бы сказать, у нас потребители растут больше. Вот это слово я не боюсь. Потребители. Что нам Родина дала, они говорят иногда. Что нам дала Родина? Вот этот вопрос мне задают иногда. А мы делали так, что мы что делали для Родины? Мы об этом говорили. Вот это вопрос воспитания. Значит, когда с Путиным встречались учителя в Волгограде, значит, когда была беседа, там учителем года стал учитель математики из Ростова-на-Дону. Путин стал посмотреть его документ, откуда он, и там было написано, что из элитной школы такой-то учитель. Элитной какой-то школы. Он посмотрел на это, вот это мой очень больной вопрос, между прочим. Он посмотрел на этого учителя, говорит, элитный, а он исправляет, элитарный, говорит. Учитель математики говорит, элитарный. А Путин еще раз вопросительно смотрит и говорит, вообще это слово надо, говорит, убрать. Настолько это мне по душе. Вот мы, ветераны, давно говорим об этом. Почему школы делить на элитные? А что там? Работают элитные учителя? А что там? Учатся элитные дети? Есть дома элитные, я знаю. Есть коровы элитные, я знаю, говорят. Есть семена элитные и так далее. Почему школы делить на элитные? Вот у нас в Уфе тоже несколько школ, говорят, элитная школа. И родители некоторые стараются любым способом попасть туда. Эту так называемую элитную школу. Нельзя этого делать. Я вот, допустим, я работала в 27-й школе, 26 лет я работала. Настолько замечательная школа. Трехсменная была. Туалета для учителей нету. Буфета только, столовой нет, буфет только.
И заниматься-то негде, но коллектив настолько дружный, настолько все дети на виду поступали очень хорошо. Олимпиада до международного уровня дошли. Вот просто до сих пор называется школа. Почему? Номер школы и все. Почему делить? Потом мода пошла на гимназии, на лицеи стали делить. И вот таким образом, значит, еще добавили вот где-то элитная школа. Ну, спасибо, я скажу Путину, что на все услышание он сказал, нельзя убрать, он сказал, это слово элитное. Я ему так благодарна. Я не скажу, что в какой-то школе что лучше. Это зависит от учителя, какой предмет как ведет. Я согласна. Вот 1 класс надо давать детей в школу, где ближе к дому. Пусть ребенок не мучается по дороге куда-то, какую-то элитную школу, куда-то мучается. Рядом школа, доходит до школы и приходит из школы, очень удобно. Там тоже учителя начальных классов такие же, и тут тоже такие же. Сейчас иностранный язык изучают, уже во всех начальных уже изучают иностранный язык, изучают, если сказать, что там иностранный изучают. Вот я очень не согласна вот с этим, что куда-то дети дают. От ребенка зависит, от самого ребенка зависит. То, что дальше будет как учиться, конечно, и от учителя тоже зависит. Но учителя мы одну и ту же программу ведем. А вот в начальной школе обязательно надо дать именно школу рядом с домом. Я очень против элитных школ, так называемых. Школы все, они программа, та же ЕГЭ сдает, одинаково ЕГЭ сдают все. Ну, сейчас еще модно стало ведь это репетиторство. Вот это другой мой больной вопрос. Первый больной вопрос – это, значит, воспитание. Второй больной вопрос – это репетиторство. Вот мы учились, никто у нас не занимался репетиторством, никто не ходил репетитором. Школьной программы нам было достаточно, и мы знали предмет хорошо, сдавали экзамен хорошо. Ведь мы в институт пришли, ведь мы без троек сдали экзамен хорошо. Что городские – что сельские, мы одинаково знания были. Посмотрите, какой уровень знания было. Вот второй мой больной вопрос, конечно, это репетиторство. Тут много вопросов. Тут одним моментом тут не расскажешь. Вот я очень против того, что родители берут кредит и ходят дети по репетиторам. По 1000 рублей. 1000 туда, 1000 сюда, 3000 за неделю. Вот я очень против этого. Вот над этим ведь никто не работает. Этот вопрос никого не касается. Вот воспитание. Я сколько поднимаю этот вопрос, что мы упускаем детей. На самотек поставлено воспитание. Ну вот. Сейчас идеологии вообще нету. Сейчас идеологии вообще нету. Идеология для государства должна быть какое-то направление. Вы знаете, без государства ничего направления не бывает. Я всегда говорю, надо поддерживать учителя, авторитет учителя. Потом, значит, и насчет зарплаты однозначно, конечно. Потом... Звание однозначно. Да, вот учителя на государственном уровне надо. Престиж профессии учителя, вот что я хочу сказать. Престиж профессии учителя. Поступает не тот, кто не проходит нигде, поэтому только принимает. Потом не идут они, в школу не идут. Вот тут надо, вот если будет престиж профессии учителя, и зарплата будет выше, и авторитет учителя. Вот я не зря же хочу памятник поставить первому учителю. Это же тоже огромная воспитательная работа, это же авторитет учителя. Вот все руководители прошли через учителя начальных классов. Неужели они не хотят видеть памятник своему учителю, который всегда ласково обращалась с ними? У них не было ни перемены, нет у них. Они должны всегда улыбаться. Хоть на душе что-то, ты улыбайся этому ребенку. Сколько лет я говорю об этом, что памятник первому учителю. Семивеличенко обещал было тогда. Вот жаль, что я не обратилась к Муртазе Губайдуловичу по этому вопросу. Вот у меня, вот как раз у меня вот этот вопрос, я это упустила, я постеснялась. Если бы педагогическая деятельность была простой по своему содержанию, все бы стали великими. Кому-то это очень много дается.
Кому-то кусками, кому-то частями дается. И вот, наверное, счастливы те, которые имеют вот это все в большом количестве. Вот это. Поэтому они великие, поэтому они народные учителя. Она же отличается еще и тем, что она не жалеет, отдает. Она все время, значит, говорит, как она работает, показывает, как она работает. Есть люди, которые, может быть, не говорят об этом, да, значит, она открытая. Она всем: приходите, возьмите, приходите, учитесь у меня, возьмите, что хотите, как хотите, идите дальше. Вот это тоже очень достойное уважение. Она же всех помнит по глазам. Вот это тоже она говорит: я всех помню по глазам. Я не помню, как зовут. Я не помню, в чем ты был одет. Но глаза я твои помню. И это всех учеников. Не только вот олимпийцев. Она знала всех в классе, каждого. И знала, на какую ноту кому что надавить. Вот как вот. Это учитель от Бога, я называю. Я не знаю, такие учителя есть, но их по крупицам. И вот действительно вот их как-то ставить в пример, чтобы, ну, как, ну, не знаю, памятник вот учителю можно вот делать Сизет Киамны. Да? Вот настоящий учитель. А вот тут у меня статьи. Вот эти статьи собирал мой муж. Я насчет этого не аккуратистка. Он аккуратный, я не аккуратистка. Вот у него как документ, он такой чиновник был, все документами работал, он аккуратный был. Вот эта статья «Люблю всех детей, особенно рыжих». Вот важнее воспитать человека, нежели победителя Олимпиады. Это статья. Энергия слова сильнее атомной. Вот тут пишут они вот таким образом. Это фотография, какую мы дали. Вот интересная фотография тут тоже. Это Кискёфе. Кискёфе вот тут. Это Изрели, мой ученик. Вот этот ученик, он 3 года занимал призовые места и 3 года был стипендиатом. Сейчас он, говорят, в Канаде. Как его зовут? Руслан Вот он Хусайнов. каким стал. Да, Руслан Хусайнов. Тут вот интересная вот статья. Вот эта интересная статья. Вот называется «Плоды бескорыстия и опеки». Посмотрите-ка. Вот тут фотография. Просили меня журналисты фотографии, я не дала. Они специально мне поставили, вот эту бабушку поставили вместо моего портрета, я не дала. И вот они на меня вот так сделали. Вот эта бабушка, это судья, моя статья. Статья очень хорошая, между прочим. Статья очень хорошая статья. Очень хорошая. Это газета называется «Истоки». «Истоки», вот «Истоки». Статьи всегда хорошие. Да. Статья очень хорошая. В воскресенье они не верили, что я занимаюсь. Пришли в воскресенье, думают, что я вру. И видит, что я в воскресенье сижу с детьми. Удивился журналист. Удивился тогда. Так. Как зажигает звезды вот тут. Тут все статьи интересные они. А вот это московская газета. Вот тут статья, посмотрите-ка. Это говорят, есть такая притча про бабочку.
да? В двух руках, говорит, тут у меня в одной камень, а в другой бабочка. Ой, про камень сначала. В одной руке камень, а в другой, говорит, ничего нет. Угадай, говорит, где камень. И показываешь на любую руку. Он открывает, и из руки вылетает бабочка. И он говорит, мудрец говорит, а говорит, как ты думаешь, почему я тебе сказал, был камень, смотри, он в бабочку превратился. А потому что, говорит, ты, говорит, с добрыми намерениями, говорит. Человека надо не камень бросать. Нельзя бросать в людей камни. Вот так относиться надо к людям, чтобы любой камень в бабочку превратился. Вот на простых примерах. Вот Лиза Киямовна, она такая. Вот она такая. Она умеет передавать тепло. Она умеет передавать добро. Она всегда, когда я вот здесь стала работать, начальником управления образования, она ко мне относилась не как вот по имени-отчеству меня называть там официально, она всегда вот ко мне Леночка, вот так вот, Леночка, потому что она знает, что очень трудно, очень ответственно. И когда она побывает на любом городском мероприятии, она всегда скажет свое доброе слово, и обязательно, она мне всегда так говорит, если что-то сделаешь не так, я обязательно тебе об этом скажу. Понимаете, до сих пор она вкладывает во всех. Вот я вот тоже где-то чувствую себя ее ученицей, потому что она в меня тоже вкладывает. Она все время отдает. Вот эту энергию надо отдавать людям. Тогда она к тебе возвращается. Так здорово, что у нее был такой папа. Просто здорово. И мама. У меня такое ощущение, что она какой-то провидец. Вот. Ну, я, конечно, честно говоря, был просто вот, да, ну, настолько был, знаете, в душе у меня было такое счастье, что вот этот человек народный учитель. Народный учитель, представляете, это же Россия, понимаете, Россия. И мне было счастье, досталось, что я с ней общаюсь, что вот она в моей жизни есть. А это, понимаете, это вообще человек очень, просто уникальный, вот поразительно. То есть я не хочу дифирамбы петь, вот честно слово. Она тоже прекрасная, потому что научила очень многому, очень мудрым таким своим отношениям, понимаете, то, что, ну, я всегда говорю, что с открытым забралом надо быть, вот, и не надо бояться, что там сзади кто-то тебя, надо двигаться вперед, и всегда, вот как она всю жизнь двигалась вперед, то есть человек как-то можно по химии вообще сотворить творчество, понимаете? Я понимаю, там вот, ну, вроде как бы, вот мое мировоззрение, там, это искусство, там, спорт, да, то есть балет там или прочее, но по химии, то есть чтобы дети там становились как лауреатами там, у нее там академиков столько. Я вот когда был, ну, праздновали в пединституте юбилейную, я был просто шокирован количеством этих вот выдающихся людей. Олимпиадники. Нет, какие, да там уже, понимаете, там уже эти доктора наук, там академики, там кого-то так только нет, понимаете, там еще, которые еще не приехали, а это зал в пединституте же огромный, и я так скромно сижу, думаю, господи, и я в том числе, присутствие такой гордости. Да, это вечерний Уфа, значит, за 21 ноября 2012 года, вот, я сохранил, и иногда, то есть, прочитываю, да, серьезно говорю. Вот это вот, она прям у меня находится. Дело в том, что я стараюсь, ну, то есть я убираю, она у меня, видите, в специальном чехле, вот, потому что бумага выгорает, и я это стараюсь убирать. Ну, то есть хранить совсем в другом месте. Это хорошая статья про вашего большого друга. Не друга, а наставника и учителя. Я часто с ней созваниваюсь. Ну, раз в 2 недели, это как минимум я ей звоню, когда есть время, захожу, потому что она рядом живет, мы тоже на этой улице живем, здесь я работаю. Она до сих пор помнит, какой огромный большой хлеб пекла моя бабушка, вкусный. И когда приехали на свадьбу ее родственники с Кигинского района, они до сих пор, ну, вспоминали, что вот этот хлеб, который огромный, вкусный, с печи, они ели вот. Да, но в то время вот так люди
Все сами угощали, да, и она говорит, там и сметану, все это, она там такие гостинцы, там и котик, и, как говорится, все им преподнесла, они прям от души уехали со свадьбой, имеется в виду, такие довольны. Она, скажем так, в своей школе, своих учеников, она больше, наверное, не только обучала, она их воспитывала. Она воспитывала ко взрослой жизни. Она очень позитивный человек. Я прихожу, мы чай пьем, она никогда ни на что не будет жаловаться, что там так и так далее, тогда. Мы всегда переключаемся на какие-то хорошие новости, хорошие темы там. И когда люди сейчас, тем более с этим коронавирусом, скажем так, люди немножко депрессивны, и все равно охота направить на хорошее, то есть чтобы люди были более позитивнее, хорошо относились друг к другу, любили, уважали в семье, на работе друг друга. Вот это она тоже, как всегда, мне говорит. Как поддерживать себя, как любить друг друга. Вот это она через свои слова, через чуткие руки передает нам. То есть, когда мы даже разговариваем, она может подержать руку вот так, что-то, как будто она дает свою энергию. Вот она возьмет мою руку и что-то вот так посидит. Это Эльвина Ахметовой цветок. И целый год цветет. Остальные тоже. Дети знают, что я люблю цветы. Они мне приносят, но сейчас зимой они, конечно, не так уж цветут, но более-менее. Вот это очень капризный цветок, между прочим. Это тоже мне дети. В основном ученики мне цветы приносят. Это тоже ученик принес. Азгат принес. Это хорошая штука. Ну, зрение мне подводит. Тимур тут. Тимурчик. Такой парень. Вот тут тоже шаль. Вот это Юля мне подарила. Вот эта шаль. Интересно. Фарида Хусейн там тоже. Вы у Фариды Хусейновны чему-то учились? Научились? Фарида Хусейновна, она, знаете, она настолько мне нужна была. Она очень спокойна. Когда я волновалась, она всегда меня успокаивала. Видите как? Написали, да? Да, написано Лиза Киямовна. А разве я это не видела? Вот же написано Лиза Киямовна. Я-то не видела было. Это вы увидели глазастая? Вот. Ассоциация наставников олимпиадного движения. Вот тут анот. Да, вот это вот тоже. тут анот. Ага, интересно. Все думают, что я получаю большую пенсию. Разнородной России, что это редко бывает, что 8 лет не давали, и вдруг мне дали, и думают, что ага, это как герой. Герой ведь 100 тысяч получает пенсию. Вот Герой соцтруда. Герой соцтруда, да, получает. Вот Ханифа Сиражна получала так, я знаю. И думают, что я тоже примерно получаю так. Вы знаете, моя пенсия, я об этом никогда не жалуюсь, 25 тысяч. Вот вчера я говорила тоже одному моему, кто спрашивает, 25, не верит, что 25 тысяч. Вы знаете, это хорошо, это еще, с этой пенсией еще надо жить еще. Вот эта пенсия, конечно, вот когда дали народного, добавили 500 рублей. Как-то было такой случай, мои документы заполнили, и прошло уже 12 лет. И между ними тоже заполняли, когда было 6 лет, тоже так же. Одного высокопоставленного нашего чиновника я спрашиваю при разговоре, говорю, мои документы, говорю, заполняли тогда, говорю, они пропали или как это все? Зачем вам, говорит, это народный, говорит, вам нужен? Это говорит, денег не дает, это же без денег. Зачем, говорит, вам это нужно? Да я же говорю, я ведь не спрашиваю, сколько мне денег дают оттуда. Я спрашиваю только, мои документы, они пропали или нет. Это было в начале 2016 года. И к концу и совпало, что мне дали вот это звание. Но я вот с деньгами я не ждала. Я никогда не ждала, что деньгами. Только я знала, когда в советское время через 5 лет повышали зарплату. Вот это я знала. А сейчас я в них не разбираюсь. За звание сколько дает, что к чему дает. Но
Вот так получилось, 500 рублей добавили. Пусть не думают, что я получаю большую пенсию. Многие думают, что я очень большую пенсию получаю. Но мне хватает. Она любит людей, любит детей. В общем, это самая главная романтика, это любовь к миру. Ей интересно. Она, знаете, как ребенок. Вот дети отличаются таким непосредственным любопытством. И то же самое, можно сказать, про Лизавету Киямовну. А такое любопытство, она всегда очень заразительна. И, наверное, она нас им заразила. Нам до сих пор интересно жить, и благодарны мы ей за это, в том числе и ей. Это знаменитая игрушка Сабины. Дети поняли мою натуру, что я люблю игрушки, детские игры. То есть когда-то я превращаюсь в ребенка. Вот в этом возрасте превратиться в ребенка – это хорошо. Вы знаете, это самое, что есть сама доброта превратиться в ребенка. Если бабушки превращаются в ребенка, значит, они хотят жить, и впереди интересно. Мне самой тоже. Вот я в магазин зайду, я смотрю тоже на игрушки. В первую очередь подхожу, какая интересная игрушка. Кому-нибудь я покупаю, тоже дарю эти игрушки тоже. Мне это интересно. И дети поняли, что я люблю игрушки. Они соревнуются, мне дарят игрушки. И где стоимость какая, я не знаю, но я им говорю, когда, говорю, дети, говорю, дорогие игрушки не покупайте. Мне вот достаточно. Вот начну вот с этой игрушки. Вот это тут термометр есть. Это Сабина игрушка. Какая? Сабина. Сабина игрушка. В 42-й школе. Она мне принесла вот эту игрушку. И вижу, показывает в моем кабинете 8 градусов. Зимой. Холодно было. Я в валенках ходила. Было холодно. И увидела 8 градусов. Пошла к директору. Раиль Абдулович, Сабина мне такую игрушку принесла, показывает 8 градусов. Он вышел и говорит, Сабина, ты другую игрушку что не нашла? Зачем ты принесла такую игрушку? Смеется сам. Вот так мы узнали. Я тогда не знала, что у меня 8 градусов в кабинете. Не знала. Вот эта игрушка мне знаменитая, поэтому я это не дарю, берегу эту игрушку. Это Сабина. Так. А вот эта игрушка, это Лена Киселева. Мне из Финляндии привезла. Она моя девочка, она в интернете тоже, мы с ней иногда переписываемся. Она теперь защитила, окончила химфак и поехала в Финляндию. Ей там понравилось. Вот эта игрушка мне тоже, мне очень нравится эта игрушка. Финский Алина. Да, мне нравится эта игрушка. Это мне подарил Рустем Сабитов. Он в Америке. И он отправил мне это посылкой. Вот эту посылку я получила. Внимательный такой он. Он мне звонит, спрашивает, поздравляет. Вот это его игрушка. Как Рустам сам такой, мягкий, добренький такой. Да, вот так. Это Дегтярева подарок. Дегтярева в Москве. Он химфак окончил, МГУ закончил, красным дипломом он окончил. Потом он там студком возглавлял. Теперь он в Москве работает. И часто мне звонит, говорит, благодаря вас, и мы стали вот так. И мама переехала туда, в Москве живет мама тоже. И они очень такие внимательные, хорошие, очень такие. Мама особенно такая добрая, видимо, она так учит его. Это его игрушка. А вот это вышитые, значит, цветы, это мои девочки, которую я учила на дому, ограниченными возможностями. Это мне тоже очень дорогая игрушка. Не игрушка, это же память. Она изучала химию. Химию она полюбила. Я пришла, правда, трудновато было первое время. Но потом мы с ней так привыкли. Я ей говорила какие-то добрые такие воспоминания, все. То есть там была очень хорошая бабушка была. Бабушка всегда ставила чай. Без чая они меня не отпускали. Я помню, даже 11 к нам в гости пришла. Прям вот без предупреждения, без ничего. Я там на диване, по-моему, спал. Тут мама, в дверь позвонили, открывает. Вот. И пришла Лизавета Киямовна просто так вот домой попить чая. Ни о чем. Вот просто сидели и пили чай.
Мы были пацанами, были молодыми, хотели гулять в каникулах, а не готовиться на Олимпиады. Потому что все Олимпиады республиканские были с 5 января по 10 января, во время каникул. Это сейчас все Олимпиады идут во время учебы. А раньше это было именно труд. И за это Киамна могла убедить заниматься в каникулах, а не бегать. Уроки доброты и вообще доброта. Вы знаете, эти уроки в школах нужны. Вот в школах много учителей уходят на пенсию, ветераны, и им особого внимания нету. Вот как бы хорошо вот этих ветеранов, учителей, у которых такой навык большой, ум какой хороший, которые работали долго в школе, хорошо бы. Вот приглашать иногда участников войны, приглашают, а те учителя-то тоже ветераны. Вот их надо в школу надо приглашать. Своих же ветеранов, учителей, им тоже было бы хорошо. Они тогда были бы в школе. Хорошо бы еще раз вспомнили, по классам, по кабинетам вы прошли. Надо приглашать. И вот когда я иду в свои школы, я обычно, вот 37-ю школу я еще должна была идти, сейчас пандемия задержала. Я вот в 42-й школе химико-биологического класса уроки доброты я провела, в инженерном лицее тоже. Говорят, что после этих уроков, говорят, дети меняются. Что нам дала Родина, что вот такой разговор я слышу. Потом, значит, всех взрослых я отпустила. Оставьте мне, говорю, одну с детьми. И тогда у нас разговор потихоньку пошел, этот разговор хороший о доброте. И вот следующий, когда урок проводить, дети стали совсем другие. Я 2,5 часа с ребятами поговорила, они сами стали говорить, лучше меня стали говорить. Вот таким образом эти уроки очень нужны. Потому что вот я сейчас чувствую, немножко жестче стали ребята. Им не хватает вот этих добрых уроков. Надо приглашать своих ветеранов, учителей с детьми говорить. Там молодежь работает, у молодых же этого опыта еще нету, а у нас же подход ребенку, тактика ребенку, что случилось. Неужели он должен только интернет только слушать? Они должны живого человека слушать обязательно. И живого учителя, живого человека ни один интернет не заменит. У Флориды Хусаиновны, у Юрия Степановича, у Гарифа Губайдуловны я сам учился непосредственно, когда вот в 42-й школе. А сейчас именно мы именно рады, что под руководством Лизы Киамовны мы смогли воспроизвести это тут, ну, в новых реалиях, да, вот сейчас в нашем времени, и стараемся это продолжить. Также вот это вот наставничество, оно выросло от именно понимания Лизы Киамовны. То есть когда вот мы работали, с нами тоже работали студенты ее из медуниверситета. Вообще ученики Лизы Киамовны, они, химбиокласс всегда делился на 3 части. Часть шло в мед, часть шло химфак, часть шло в нефтяной. Ну, то есть примерно, или инженерный, не обязательно нефтяной, но в инженерное направление. И вот студенты, медики и БГУ, они работали с нами. Те вот, которые вот были до меня, в мое время, а сейчас уже наши ученики, здесь они уже, получается, работают со школьниками. Кто-то ребенок-ученик понял тему, он обязательно Лиза Киамовна сажала его вместе с тем, кто не понял. Вот кто-то или пропустил по болезни, да, вот это вот было шефство. То есть это было вот в советское время такой хороший положительный опыт, как шефство, да. Да, и это, получается, передавалось дальше, и сейчас вот это выросло вот в такую вот ассоциацию. То есть это вот такая вот взаимовыручка, помощь, товарищество, которое, может быть, сейчас не в тренде, да, но это получается, это советская методика, оно через Лизу Киамовну, получается, передалось нам, ее ученикам, и дальше нашим ученикам. Учителей-то много. И вдруг мне дали, Народной России мне одной дали. Видимо, вот дети мне говорят, ученики говорят, что вот ваше добро вам вернулось, они говорят. Не только я, но остальное тоже я замечаю, что все с возвратом. Вот не надо забывать. Я детям всегда говорю, у каждого своя внутренняя культура есть. Вот эта внутренняя культура, она, знаете, это дается как-то по наследству в большинстве случаев. Вот это внутренняя культура. Я всегда детям говорила, если кто-то что-то не так,
вот, может, и не слушается на уроке где-то что-то, я всегда говорила, внимание не обращаю, говорю, каждый поступает по своей внутренней культуре. Ребенок сам всегда успокаивался. Потом у меня были случаи, вот я им детям всегда говорила, если вам внезапно что-то случилось, надо с урока выходить, не спрашивай, не перебивай мой урок. Эти ребята выходили, значит, что-то вдруг ЧП, что-то там такое, бывает случаи, они сами также заходили, а злоупотребления, я говорю, я замечаю, злоупотребления не было. Потом я говорю всегда, что если опоздал ты на урок, вот некоторые учителя не пускали, немножко опаздывает и не пускает. В коридоре стоит ребенок, время зря тратит. Я всегда ребятам говорю, вдруг у вас что-то случилось, в жизни бывает. Вы не спрашивайте, заходите, садитесь на свое место. Они всегда вот так делали. Опоздал, потихоньку дверь откроет и сядет на свое место. Вот так у нас все было. Дети не злоупотребляли, они понимали это все. Я все это им объяснила им. Ваша внутренняя культура. Что у вас, потребности какие, какая у вас культура, то и идет. И я еще, вот знаете, я сама, если не так поступаю, я извинялась. Что я была не права, извини. Вот я помню, однажды у меня ученик как-то опоздал, и контрольная работа идет. И опоздал, я как-то вот тут делала замечание, что контрольная работа, ты же знал, но потом я поняла, что он сдавал анализы, на анализы, тут тебе твои контрольные не ждут, анализы ему надо было срочно сдавать. И говорю, где ты был? Он говорит, анализ сдавал. Говорю, извини, пожалуйста, говорю, я была не права. И вот если я извиняюсь, дети тоже извинялись. Я их учила извиняться. И извинения несет только тот, кто культурный человек. Интеллигентный, культурный, порядочный человек, он извиняется. А вот невоспитанный внутри, вот нет этой культуры, он никогда не извиняется. Я сама извинялась, показывала я пример ученикам, что надо извиняться. И они тоже последовали, что они извинялись. İten-hau bulsun, hem özünün okusuları bilen artabandaş aytıp şatlanıp, gururlanıp, artabandaş aytıp yaşasın. Hem her vakitte mına uşu bizim cemiyetdeki bulgan abroyu her vakitte tek artıp buna tursun. Лиза Киямовна действительно халық оқытушысы. Ол халықтан шыққан. Вот я хочу пожелать, чтобы Лиза Киямовна каждый год ждала свой день рождения, потому что это жизнь. Мы всегда готовы поддержать. Всего самого доброго. Детям я бы, наверное, хотела пожелать таких учителей, как Елизавета Киямовна. Долгих лет жизни и здоровья. Всего самого-самого-самого вам, всего самого хорошего. Лиза Киямовна, вы нам нужны, и вы один из тех людей, которые показывают, как надо работать. Вот чтобы мы, все ученики, собрались рядом со своим учителем на открытии этого памятника. Самое главное, конечно же, чтобы она продолжала делиться с нами своим опытом, своим профессионализмом. Biz indi o'qituvchilar, tubanki avuldoshlarimiz sizning kishilikligingizni to'yib yashaymiz. Sizga bek zo'r rahmat. Она создала целую эпоху. И я хочу, чтобы она жила этой памятью, чтобы она все это... Но она сама знает. Естественно, здоровье. Еще больше здоровья, чтобы Лиза Киямовна была с нами. И постоянно, если там что-то расстраиваетесь, как-то себя плохо чувствуете, включайте этот фильм, думайте о нас, открывайте альбомы разных лет, и это вам поможет. Мы вас очень любим, и мы хотим, чтобы вы жили долго и счастливо. Ya utmatib, ya kitmatib, udeme berde tıymanım. Isınmağına hende bizim gümür üte tura, bizim yaştagi bolgan dertler hunmehin yaşlık saktağı, bizim ninde yaşta buluğda koramastan, hem şulu vakitta bana ışı bizim etilgen hüdderimizge eteyik tağın bir misal bulup,
Біздің шәхістәрдің, ошы біздің тұрмышымыздағы ұсыраған шәхістәріміз әр вақытта бізге, шотайдыр бізге әйтәйгінде тірәк, олардың исімі мәңгілік болып, ғұммен буындан буынға ол таралырға тиішті.